Добрый день, уважаемые коллеги! Мы приветствуем участников важного профессионального события, которое имеет для нас сегодня особое значение. Мы сегодня проводим итоговую научно-практическую конференцию, которая посвящена проекту «Опорная школа». Опорная школа для нас – это модель. Это модель эффективного управления сетью образовательных организаций. И, конечно, мы сегодня постараемся вместе с вами обсудить не только результаты реализации проекта «Опорная школа», но у нас есть очень важная информация. Мы сегодня по итогам уже и ваших выступлений, уважаемые наши коллеги, обсудим с вами и проинформируем вас о перспективах проекта «Опорная школа». Наверное, самое важное, что проект будет продолжен. И вот именно с такой профессиональной информацией мы, наверное, и будем рассматривать наши выступления, и выступления нашего института, и ваши выступления. То есть мы будем говорить не только о проекте, который был реализован в течение 3 лет, но сегодня мы будем в ваших выступлениях намеренно вместе с вами обсуждать и перспективы реализации проекта уже в следующем календарном году. Итак, коллеги, 3 года нашему проекту, республиканскому проекту «Опорная школа». Я хочу вернуться в 2018 год, когда все муниципальные образования нашей республики приняли решение и стали участниками проекта, конкурсного проекта «Опорная школа». Да, сегодня мы можем говорить, что данный проект, он послужил для нас основанием осмысления тех федеральных задач, которые были актуальны для 2018 года. Всем субъектам Российской Федерации была поставлена задача рассмотреть разнообразные модели формирования сети опорных муниципальных общеобразовательных организаций. Все субъекты приняли эту задачу, и наша республика пошла по своему управленческому пути. Был объявлен конкурс, и в рамках конкурса мы уже описали наше видение, которое было связано с тем, что мы предполагали создание именно территориальных профессиональных кластеров. И в основе этих кластеров это как раз модель опорной школы, которая в дальнейшем должна стать основанием для принятия новых и нормативно-правовых документов, которые будут способствовать созданию новых механизмов управления сетью. Да, мы анализировали региональный контекст, и, конечно же, именно ваши конкурсные заявки для нас послужили основанием и для профессиональных размышлений. Решение было принято. Решение было принято, и оно было сформировано таким образом, что нам было очень важно, что наша модель, она, конечно же, должна влиять на самый важный процесс. Это создание единого образовательного пространства. Мы говорим сегодня с вами о том, что каждая школа нашей республики, каждая школа и Российской Федерации – это школа, в которой сформированы единые условия для развития наших обучающихся, для развития наших педагогов. Мы сегодня продолжаем вместе с вами работать над выравниванием данных условий. И действительно, наш проект «Опорная школа», он был очень хорошей управленческой предпосылкой для участия нашей республики в национальном проекте образования. И сегодня мы понимаем, что все результаты проекта «Современная школа» — это создание новых инфраструктурных сущностей. Это, конечно, только часть тех изменений, которые произошли. Поэтому, конечно же, нам было очень важно, что инфраструктурные изменения, это именно только часть. Нам было важно все-таки говорить вместе с вами о создании единых управленческих решений, и прежде всего мы говорим с вами о создании управленческой команды.
Поэтому во многих конкурсных заявках, я вот все еще ретроспективу, да, для вас представляю, именно это было одно из самых важных с точки зрения представления проекта. Конечно, далее было очень важно выстроить взаимодействие информационно-методическое. И нашему институту как раз было поручено, и мы сами были разработчиками конкурсной документации, и в дальнейшем мы приняли на себя эти обязательства информационно-методически поддерживать наш проект. На уровне Российской Федерации, как вы помните, с нами работала методическая команда, которая прокачала все наши профессиональные компетенции, которые связаны прежде всего с управленческими обновленными позициями, которые были прежде всего направлены именно на руководителей образовательных организаций и на органы местного самоуправления. Мы сразу понимали, что все школы, которые, начиная с 2018 года, приобрели уже статус опорная школа, это школы, которые уже являются лидерами муниципальных образовательных организаций, которые уже демонстрируют высокое качество образования. И это было очень важно, потому что действительно было принято решение о том, что перед нами стоят другие цели. Управленческие команды, сформированные в опорных школах 2019 года, должны работать именно над трансляцией тех управленческих практик, которые есть уже в этих школах, для того, чтобы создавать именно сеть, новую сеть профессионального сообщества, именно как ресурса формирования единого образовательного пространства. И, конечно же, 2019 год, 2020 год и 2021 год — это именно те календарные периоды, когда в течение каждого месяца вы наращивали свой профессиональный потенциал и решали те задачи, которые были поставлены перед опорными школами. Это создание сети и через сеть обеспечение доступности качественного образования. Это, конечно же, формирование индивидуальных образовательных траекторий в сети образовательных организаций. Это развитие системы профильного обучения. Конечно же, это очень важно, распространение педагогического опыта, именно как трансляция и управленческих, и профессиональной компетенции вашей управленческой команды, и формирование единой информационной образовательной сети. И мы очень рады, что каждый год, уважаемые коллеги, когда мы встречались с вами на методических сессиях, на всех профессиональных событиях, на конференциях, на форумах, вы всегда были активными участниками. Потому что мы понимали, что ваши команды сегодня действительно это команды, которые сегодня можно назвать флагманами системы образования нашей республики. Поэтому опорная школа как ресурсный центр, именно с такой позицией мы выступали ежегодно на федеральных мероприятиях и говорили о том, что действительно наша опорная школа — это ресурсный центр в муниципальных образованиях нашей республики. Что действительно наша задача была проработать те навыки, которые способствуют именно укреплению понятия управленческой команды данных организаций. Сегодня в рамках проекта «Современная школа» как раз большое внимание уделяется командной работе. И мы всегда говорим о том, что именно в рамках проекта «Опорная школа» нам удалось продемонстрировать работу именно с командами образовательных организаций. И в рамках, конечно, нормативно-правовых документов, это и положение об опорной школе, которое вы принимали, и договорах о сетевом взаимодействии, все это было определено именно как условие, благодаря которому формировалось единое образовательное профессиональное пространство. Итак, уважаемые коллеги, на слайде все наши опорные школы. И сегодня у всех нас есть уникальная возможность еще раз обратить внимание на те достижения, которые сегодня необходимо
представлять публично и на уровне республики, и на уровне Российской Федерации. Коллеги, мы очень рады, что вы все сегодня вместе с нами подводите итоги проекта. Потому что, да, к сожалению, любой проект имеет всегда очень четкий календарный график. Но кроме того, что есть, к сожалению, график, большой профессиональной нашей удачи можно отнести то, что сегодня нам есть что представить как результат. Потому что ваш результат, он в полной мере согласован с той целью, которую мы обозначили в рамках нашего проекта. И система управления, которая была выстроена на уровне Республики Коми, она вам хорошо знакома. Конечно, финансовое обеспечение, оно позволило вам внести изменения в вашу инфраструктуру. И очень сложные были времена. К сожалению, мы продолжаем жить в онлайн-пространстве. Вы помните, когда был 2019 год, когда мы с вами все вместе собирались в нашем институте, были очные встречи. Но сегодня в наших онлайн-студиях мы продолжаем профессиональную коммуникацию, и многие из вас, это очень важно, будете об этом говорить, сформировали благодаря гранту и те возможности, которые позволили нам в рамках и нашей совместной деятельности совместно с муниципальными общеобразовательными организациями продолжить работу, но уже в интерактивном дистанционном пространстве. И сегодня я знаю, что многие об этом как раз будут говорить, что пандемия нам не помешала реализовать наши задачи. Наша модель, как я уже сказала, связана с тем, что сегодня мы определяем как эффективное решение, это именно создание модели, которая способствовала изменению управленческих механизмов. Сегодня опорные школы действительно являются лидерами, флагманами нашей системы. Сегодня на их базе работают и муниципальные методические объединения, и идет взаимодействие с республиканскими методобъединениями. Сегодня мы понимаем, что для нас опорные школы являются, наверное, основанием, ваша работа именно основанием для создания именно и актуальной повестки в рамках методической нашей работы, проведения семинаров и конференций, круглых столов. И, конечно, это очень важно с точки зрения управления сетью. Но мы должны вспомнить о том, что именно в нашем проекте вот эту модель, которая сегодня на слайде, мы представили в первый раз. И сегодня, когда мы говорим о проекте «Современная школа», о создании именно региональной научно-методической системы сопровождения педагогических работников и управленческих кадров, мы вновь обращаемся к нашей системе. К системе, которая позволяет сопровождать каждого педагога и каждую управленческую команду. Мы вместе с вами выработали эти механизмы сопровождения педагогического сообщества именно через сеть опорных школ. И для нас это, коллеги, очень значимо. Итак, ресурсное обеспечение нашего проекта, оно действительно сегодня представлено именно как очень хороший элемент нашей системы управления. Сегодня в этой студии находится Александр Викторович Аверин, и вам передаю слова благодарности за совместную работу Мария Анатольевна Габова, которая сопровождала вашу деятельность. Конечно, очень важно нормативно-правовое сопровождение, но кроме этого, вот та информационная составляющая, которая позволяет нам еще раз обратить внимание на весь наш путь, она представлена на сайте нашего института. И поэтому, конечно, совершенствование материально-технической оснащенности организации, повышение квалификации ваших коллективов и улучшение информационно-методических ресурсов муниципальной общеобразовательной организации, это уже есть как результат. Я знаю, что многие будут как раз говорить о том, какие ресурсы позволили вам достичь результата. Очень важно, что договор о совместной деятельности опорных школ послужили основанием для взаимодействия внутри муниципального образования. Нам важно, что наш договор о сетевом формате взаимодействия, он стал основанием именно для создания сетевых форм реализации образовательной программы
и многие организации сегодня будут об этом говорить, коллеги. Это очень важно, нам это удалось. Есть варианты реализации сетевой формы именно с использованием разных ресурсов. Это вариант интеграции образовательных программ и вариант использования ресурсов иных организаций. Мы тоже по этому пути прошли. Ну и, конечно же, с точки зрения расходования средств, мы очень благодарны, что в ваших отчетах всегда была представлена действительно очень логичная взаимосвязь расходования средств и именно тех результатов, которые вы демонстрируете. Система сопровождения опорных школ, она была выстроена таким образом, что мы всегда работали вместе с вами на основе профессиональных потребностей. Да, сегодня на нашем портале «Открытое образование» у нас есть публичный материал о деятельности опорных школ. Вы активные участники платформы «Мобильный методист», единая система дистанционного обучения. И, конечно же, мы очень надеемся, что впоследствии, когда будем говорить о продолжении проекта, мы планируем рассматривать вас и как стажировочные площадки в рамках именно нашей совместной деятельности по профессиональному сопровождению педагогов и управленческих кадров. Сформирована интерактивная карта опорной школы Республики Коми. Можно зайти через QR-код еще раз, познакомиться со всеми вашими визитными карточками. Они имеют профессиональное основание, но очень важно, конечно, что мы бы хотели, точнее так могу сказать, что мы хотим, чтобы они постоянно пополнялись, чтобы это были профессиональные визитные карточки, которые будут отслеживать ваше развитие. Это же в центре проекта, конечно, развитие. Очень много образовательных событий мы вместе с вами провели, но очень важно, что в своих выступлениях мы об этом знаем. Вы будете говорить как раз о сетевых межмуниципальных педагогических событиях. Благодаря именно вот такому горизонтальному обучению мы с вами вместе вышли на новый уровень и осознание механизмов сопровождения педагогического сообщества. Результаты ежегодные, действительно, они были очень значимы. 2019 год мы еще представляли результаты на федеральный уровень. Мы участвовали вместе с вами в федеральных конференциях, но на федеральном уровне проект был завершен. Но мы с вами шли дальше. Мы с вами следовали нашей профессиональной траектории, и действительно, мы были федеральной площадкой, на которой прошли и курсы повышения квалификации для других регионов. Но было нам важно, несмотря на завершение федерального проекта, рассматривать результаты и в 2020 году, и в 2021 году. И сегодня мы понимаем, что основные наши профессиональные треки связаны, конечно же, с развитием нашей республики. Мы сегодня должны понимать, что в рамках мотивирующего мониторинга мы должны создавать профессиональное основание для того, чтобы наши обучающиеся, наши выпускники оставались в родной республике. Мы должны понимать, что опорная школа должна стать базой для реализации профильного и предпрофильного обучения. И сегодня мы будем надеяться, что получится с вами обсудить вопросы по созданию и педагогических, психолого-педагогических классов. Такая задача, новая задача перед нами стоит. Мы понимаем, что мы в рамках проекта «Современная школа» вместе с Центром непрерывного повышения профессионального мастерства будем уже на основе результата вашей деятельности продолжать рассматривать опорную школу именно как ресурсный стажировочный центр, учебный центр и в то же время как методический ресурсный центр. Конечно, инновации сегодня, они являются профессиональными трендами с точки зрения различного наполнения. И мы намерены, Александр Викторович у нас возглавляет это направление в институте, рассматриваем именно опорную школу именно как хедлайнеров инновационной деятельности и конкурсного движения.
Сегодня Российская Федерация объявила конкурс на федеральную инновационную площадку. К большому сожалению, наша республика, опорные школы не стали принимать участие в данном конкурсе, но мы являемся федеральными экспертами. И мы очень надеемся, что в следующем году опорные школы нашей республики заявят о себе уже на федеральном уровне. И мы тоже об этом сегодня будем с вами говорить, потому что сегодня федеральный уровень позволяет решать очень многие задачи инновационного характера через презентацию своей деятельности и поддержку на федеральном уровне. И, конечно же, сегодня в рамках проекта, федеральных проектов, опорные школы должны рассматриваться именно как участники федерального конкурса «Флагманы образования». Мы будем обращаться к вам с просьбой, чтобы именно наши опорные школы приняли решение и стали участниками этого важного федерального проекта. Флагманы образования. Заявки еще принимаются. И мы намеренно сегодня обращаемся к вам именно как флагманы образования нашей республики. У нас есть возможность заявить о вас, о нас, как организации, которые могут стать флагманами образования и на уровне Российской Федерации. Итак, коллеги, да, сегодня мы говорим о региональной команде. И мы считаем, что наши опорные школы – это школы, которые включены в региональную команду управления качеством образования нашей республики. Уважаемые коллеги, сегодня ваше каждое выступление, оно станет основанием для подведения не только итогов, но и для рассмотрения перспектив реализации проекта «Опорная школа». Мы можем сегодня об этом, наверное, уже говорить однозначно, что проект будет продолжен. Действительно, на последующие 3 года принято решение на уровне Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Мы подготовили пакет документов, подготовили ходатайство о включении школ в данный проект, поэтому мы в завершении более конкретно об этом будем с вами говорить. Но нам очень важно, чтобы опорные школы в следующем календарном периоде стали для нас действительно ресурсными центрами, которые будут включаться или уже включаются именно в обновление содержания, направлений деятельности каждой общеобразовательной организации. Перед нами, перед республикой стоит очень много задач. Конечно, это введение обновленных ГОС с 1 сентября 2022 года. Это формирование функциональной грамотности. Это, конечно же, и ваша инновационная деятельность, и изменение именно проектных решений, которые направлены прежде всего именно на развитие горизонтальных связей в нашей республике. Это, конечно же, развитие новых управленческих решений. Поэтому, уважаемые коллеги, проект будет продолжен. И очень важно, что Институт развития образования станет и уже является в настоящее время организацией, которая будет сопровождать систему опорных школ. И мы очень надеемся, что в ваших выступлениях мы будем как раз идти по этому очень важному для нас пути. И результаты деятельности будем с вами рассматривать и говорить о наших совместных перспективах. Уважаемые коллеги, мы завершаем свое профессиональное вступление. От всей нашей команды, управленческой команды нашего института, я благодарю, что вы нашли профессиональную возможность принять участие в нашей конференции, которая не подводит итоги, конференции, которая дает старт и новому проекту. Спасибо, благодарю за внимание, и мы далее уже работаем вместе с Александром Викторовичем, вместе с вами, уважаемые коллеги. Александр Викторович, и, наверное, вам передаю слово как профессиональному модератору. Уважаемые коллеги, добрый день. Мы работаем с вами по программе нашей конференции, и к вопросу о перспективах развития данного проекта мы вернемся с вами в конце нашей встречи.
Но хочу сразу сказать, что действительно такое решение принято, и в настоящий момент прорабатываются основные документы, которые будут, в общем-то, сопровождать данный процесс уже в течение последующих 3 лет. Более подробно я остановлюсь уже, наверное, на подведении итогов. Ну а сейчас мы перемещаемся с вами в опорную школу, которая у нас функционирует на базе муниципального объединения городского округа ИНТА. И сейчас мне хотелось бы, чтобы наши коллеги уже подключились к нам. Добрый день. Добрый день. Добрый день, Ольга Михайловна. Мы рады вас видеть, приветствовать и передаем вам слово. Добрый день, Ольга Михайловна. Очень рада вас видеть. Взаимно. Добрый день, коллеги. Хорошо ли слышно, видно нас? Все в порядке со связью? Хорошо видно, слышно, да. Отлично. Ну, мы начинаем. Еще раз добрый день, уважаемые коллеги, участники, я думаю, большого профессионального события, научно-практической конференции «Опорная школа. Модель эффективного управления сетью образовательных организаций». Сегодня я представлю вашему вниманию опыт развития профессионального потенциала педагогических кадров через ресурсные возможности опорной школы. Словарь профессионально-педагогических понятий дает следующее определение профессиональному развитию. Это рост становления профессионально значимых качеств и способностей, знаний и умений, активное качественное преобразование внутреннего мира, приводящее к потенциально новому способу жизнедеятельности, творческой самореализации в профессии. В целом, если говорить о профессиональном развитии учителя, то под ним следует понимать процесс активного преобразования внутреннего мира, формирования и развития профессионально значимых в педагогической деятельности знаний, умений, навыков, которые способствуют успешной творческой самореализации в профессиональной деятельности в условиях работы в конкретной образовательной организации. Особую роль в процессе профессионального роста играет самообразование, а также развитие педагогических компетентностей учителя, куда бы я отнесла. Готовность к педагогическому творчеству, профессиональный карьерный рост, приобретение навыков современного учителя-новатора, учителя-мастера, учителя-наставника, что отвечает требованиям, предъявляемым профессиональным стандартам, и соответствие учителя требованиям общества и государства. Профессиональный рост, я думаю, необходим каждому человеку. Он дает ощущение стабильности, уверенности в будущем, не позволяет сгореть на работе. Для тех, кто работает с детьми, это особенно ценно, поскольку совершенствование педагога, его работа над собой чувствуется детьми и положительно на них влияет. Каковы же пути развития учителя? Сегодня специалисты называют несколько эффективных возможностей для профессионального роста в педагогической профессии. Ну, во-первых, это изучение методических и педагогических истоков. Для любого прогресса и роста нужна хорошая основа. Нередко идеи прошедших лет получают переосмысление и второе дыхание. Конечно же, это обращение к современным методикам. Наш мир стремительно меняется, а вместе с ним и дети. Важно не только периодически обновлять свои теоретические и практические знания, но и использовать инновационные способы подачи материала. Безусловно, это повышение квалификации и профессиональная переподготовка. Это отличный вариант качественных изменений и обновления своих знаний и навыков. Удобный источник получения профессиональных знаний сегодня – это вебинары, семинары, курсы, ставшие доступными каждому педагогическому работнику в связи с широким внедрением дистанционных технологий в профессиональном обучении. Сюда можно отнести работу с образовательными средствами массовой информации. Публицистические издания, сайты, посвященные образованию – это настоящий кладезь профессионально значимой информации. На бумажных и виртуальных страницах публикуются статьи о новейших идеях и технологиях. Профессионалы делятся наработанным опытом, педагогическими идеями, предлагают созданные методические и дидактические материалы. Следующий эффективный способ – это обмен опытом с коллегами в рамках взаимодействия внутри педагогического сообщества. Замкнутость в одном круге общения препятствует обогащению новыми, иногда необычными и нестандартными идеями. Обмен опытом – это важная составляющая формирования коммуникативных компетенций современного учителя. Общение с коллегами, коллективное обсуждение неоднозначных вопросов позволяет научиться новому, быстрее видеть проблему под разными углами. Также это участие в конференциях и семинарах. Участие в подобных мероприятиях не только расширяет общенаучный и профессиональный кругозор учителя, но и способствует развитию одной из ключевых компетенций информационных.
Получение освоения новой информации, изложение докладчиками противоположных точек зрения, дискуссии, мастер-классы помогают участнику семинара или конференции критически и творчески отнестись к собственному профессиональному росту, в том числе в вопросах информационной компетентности. Ну и, конечно же, это участие в конкурсах профессионального мастерства. Конкурсы профессионального мастерства – это одна из форм повышения профессиональной компетентности педагогических работников. Основной целью участия в этих конкурсах выступает стимулирование педагогических кадров к принятию творческой деятельностной позиции, актуализации и презентации педагогических находок и достижений. Какие же возможности для развития профессионального потенциала педагогических работников дает опорная школа, которая действует на уровне муниципалитета? Одним из важнейших направлений профессионального развития является организация сетевого взаимодействия через деятельность городских методических объединений. За последние 3 года, когда гимназия функционировала в статусе опорной школы, специалисты нашей гимназии возглавляли от 6 до 8 городских методических объединений по разным предметам и направлениям. На слайде вы видите те направления, которые возглавляются нашими специалистами в текущем учебном году. В рамках работы городских методических объединений у педагогических работников есть возможность обсуждать текущие проблемы развития образования, организовывать предметные семинары, конференции, обмениваться опытом. Укомплектованный конференц-зал опорной школы является площадкой для проведения заседаний и иных мероприятий в рамках ГМО как в очном, так и в дистанционном формате. Ресурсные возможности опорной школы эффективно используются для обмена профессиональным опытом педагогическими работниками образовательных организаций через публикацию методического сборника опорной школы. В 2021 году подготовлено 2 выпуска сборника. Первый выпуск обобщил лучшие практики урочной и внеурочной деятельности. На страницах сборника 15 учителей, педагогов дополнительного образования опубликовали свои разработки в виде технологических карт уроков, внеурочных занятий, конспектов, сценариев различных мероприятий. Второй выпуск посвящен лучшим практикам участников конкурсов педагогического мастерства. В данный сборник вошли методические публикации тех педагогических работников, которые в разные годы принимали участие в таких конкурсах профессионального мастерства, как «Сердце отдаю детям», «Учитель года». В наших планах выпуск 3-го сборника, в котором будет обобщен опыт развития системы классного руководства на уровне муниципалитета. Так уж случилось, что 2021 год у нас прошел под знаком особого внимания к системе формирования классного руководства и на уровне гимназии, и распространения этого опыта на уровень муниципалитета и республики. Возможности опорной школы, в статусе которой функционирует гимназия, направлены на развитие организационно-методических компетенций педагогических работников. Специалисты опорной школы проводят для коллег консультации по разработке и обновлению рабочих программ учебных предметов, программ дополнительного образования. В 2020 году был проведен муниципальный методический семинар «Как разработать авторскую программу дополнительного образования», где педагогическому сообществу муниципалитета были представлены технологии разработки программ дополнительного образования с целью получения ими статуса авторских. Специалисты опорной школы представили собственный опыт работы над авторскими программами дополнительного образования по предметным направлениям история и математика. Эти программы «Личности. История России в IX-XIX веках», «Избранные вопросы тригонометрии» получили статус авторских решений Республиканского экспертного совета. Именно этим опытом мы и делились на уровне муниципалитета. На базе опорной школы был организован и проведен муниципальный семинар по вопросам внедрения целевой модели наставничества в образовательных организациях. Специалисты гимназии и наши сетевые партнеры рассказали участникам семинара об особенностях внедрения системы наставничества, профессиональных стандартах в системе образования, национальной системе учительского роста в Республике Коми. При переходе на дистанционное обучение весной 2020 года опорной школой была проведена серия методических мероприятий по запросам образовательных организаций, включая республиканский вебинар по дистанционному обучению. При проведении данных мероприятий широко использовались технические возможности конференц-зала опорной школы. Данные мероприятия были направлены на повышение уровня информационных компетенций педагогических работников в связи с необходимостью быстрого и качественного перехода образовательной деятельности в дистанционный формат. Гимназия, как опорная школа Республики Коми, является постоянным партнером Коми Республиканского института развития образования и принимает активное участие в организуемых мероприятиях для педагогических работников Республики Коми.
В течение 2021 года специалисты гимназии выступали в качестве экспертов в линейке республиканских семинаров, направленных на организационно-методическое сопровождение классных руководителей, и делились многоаспектным опытом формирования института классного руководства в гимназии. Большим практическим опытом и достижением работы опорной школы в данном направлении считаем победу Майборовой Елены Александровны, учителя начальных классов гимназии в республиканском конкурсе профессионального мастерства «Классный». Опорная школа является муниципальной площадкой проведения конкурса профессионального мастерства «Учитель года». Технические и методические возможности гимназии, функционирующей в статусе опорной школы, позволяют на высоком уровне проводить конкурсные мероприятия с применением дистанционных технологий и соблюдением всех противоэпидемиологических мер. В начале своего выступления я кратко перечислила несколько эффективных шагов для профессионального роста в педагогической профессии. Созданные в гимназии условия и возможности, благодаря участию в проекте «Опорная школа Республики Коми», работа ее специалистов на уровне муниципальных и региональных мероприятий являются таким образом эффективной ресурсной основой для развития профессионального потенциала педагогических кадров. В завершении выступления мне хотелось бы поблагодарить Коми Республиканский институт развития образования за грамотное сопровождение участников проекта «Опорная школа Республики Коми», за доверие и внимание к тому, что делают опорные школы на уровне своих муниципалитетов, на уровне республики, за ту мощную финансовую поддержку, которая позволила значительно усовершенствовать материально-техническую базу. Использование этой материально-технической базы теперь позволяет решать ряд важных задач развития муниципальной и региональной систем развития образования. Константин Дмитриевич Ушинский сказал: «Вечно изобретать, пробовать, совершенствовать и совершенствоваться – вот главный курс учительской жизни». Спасибо за внимание. Спасибо, Ольга Михайловна. У нас, Галина Владимировна, возник вопрос относительно тех сборников, которые вы продемонстрировали. Ну, конечно, весь опыт, который вы представили, он очень интересен. Скажите, пожалуйста, можно ли на официальном сайте вашей образовательной организации ознакомиться с ними? Да, безусловно, мы данные сборники передавали и в адрес Коми Республиканского института развития образования, да, они есть у вас в наличии. Вот второй у нас сейчас буквально на подходе уже идет верстка, мы сотрудничаем в этом плане с Интинской типографией, и как только он будет выпущен, мы также направим вам и второй сборник и разместим материалы на нашем официальном сайте в разделе «Опорная школа». Ольга Михайловна, спасибо за профессиональное выступление. Действительно, предоставили нам возможность еще раз осознать, что ваша управленческая команда сегодня работает не только на муниципалитет, но действительно работает на благо нашего профессионального сообщества всей республики. Это для нас очень значимо. Поэтому благодарим за то партнерское взаимодействие, которое позволило нам понять, что действительно сегодня очень важно работать все вместе и решать сложные, не всегда задачи, которые перед нами стоят, они такие долгосрочные, поэтому нам предстоит задача решать в оперативном порядке. И благодарим вас за то, что всегда откликаетесь и работаете именно в таком режиме профессионального нон-стопа, но с хорошим всегда качеством. Спасибо большое, Ольга Михайловна. И по поводу, да, Ольга Михайловна, по поводу сборника. То есть я правильно понимаю, что мы можем его опубликовать на сайте нашего института в разделе «Опорная школа» как демонстрация публичного результата деятельности опорной школы. Да, безусловно. Да. Сборники сверстаны профессионально в типографии, поэтому... Я думаю, у нас есть печатный вариант, а вот в электронном виде, тогда, Ольга Михайловна, мы, наверное, к вам обратимся. Да, конечно. Спасибо, да, спасибо, Ольга Михайловна. Мы передаем слово вашим коллегам, которые тоже будут работать на нашей конференции вместе с нами. И к нам присоединяется Анна Сергеевна. Да? Косолапова Анна Сергеевна. Добрый день, Анна Сергеевна, рада вас видеть. Добрый день, уважаемые коллеги. Передаем вам слово. Спасибо, что вы уже представили. Ну, еще раз повторюсь, что меня зовут Косолапова Анна Сергеевна. Я учитель иностранных языков в гимназии номер 2 города Инты, и на данный момент я еще являюсь классным руководителем 8 Б класса.
тема моего выступления – программа воспитания как инструмент проектирования работы классного руководителя. Я хочу сразу отметить, что это мой первый опыт работы в системе классного руководства. Конечно же, сложно браться за что-то впервые, но это большая ответственность, естественно, но чем труднее, тем интереснее. Я думаю, что вы со мной согласитесь. Тем более, когда под рукой у нас есть такой помощник, как примерная программа воспитания и составленная на ее основе рабочая программа воспитания нашей гимназии. Целью нашей работы классных руководителей является личностное развитие учащихся, которое, согласно примерной программе воспитания, проявляется в усвоении ими основных норм, которые общество выработало на основе базовых ценностей, в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям и в приобретении ими соответствующих этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике. Так как я работаю классным руководителем в 8 классе, то остановлюсь подробнее на целевых приоритетах воспитания именно для этого возраста. Воспитание обучающихся подросткового возраста целевым приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений обучающихся и, прежде всего, ценностных отношений к семье, как главной опоре человека и источнику его счастья, к труду, как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. К своему отечеству, своей малой и большой родине, как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать. К природе, как источнику жизни на земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека. К миру, как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и созданию благоприятного микроклимата в своей собственной семье. К знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда. Культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни. Здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на жизнь. К окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам. Ну и, конечно же, к самим себе, как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития учащихся, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели и поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета воспитания учащихся на ступени основного общего образования связано с особенностями подросткового возраста, с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Возраст подростка – это наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений. Необходимо сказать, что примерная программа воспитания служит отправной точкой в деятельности любого классного руководителя, так как она задает направление, показывает реальные пути и способы воспитательной работы с детьми. И это очень важно, так как одним из результатов реализации программы станет приобщение учащихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в современном обществе. Я думаю, что все вы знаете, что в программе воспитания есть два вида модулей. Инвариантными модулями здесь являются классное руководство, школьный урок, курсы внеурочной деятельности, работа с родителями, самоуправление и профориентация. Вариативными же модулями могут быть ключевые общественные дела, детские общественные объединения, школьные социальные медиа, экскурсии, экспедиции, походы, организация предметно-эстетической среды. Именно в рамках этих направлений воспитательной работы и осуществляется практическая реализация целей и задач воспитания в нашей гимназии. В своем выступлении я поподробнее остановлюсь на одном модуле и поделюсь своим опытом. Уникальность классного руководителя состоит в том, что из всех педагогов именно он ближе всего находится к ребенку, а значит имеет больше возможностей влиять на его личностное развитие. При этом важно помнить, что воспитание – это не просто хорошо проведенные классные мероприятия и классные часы. Важно учитывать уникальность каждого ребенка, а также важно понимать, что класс – это особое сообщество, в котором ребят надо научить взаимодействовать.
Поэтому на начальном этапе работы с классом я тесно взаимодействовала с педагогом-психологом. Мы проводили вместе тренинги «Моя вселенная», «Колючка», «Круги сообщества», классные часы на тему «Я и другие», «Песок», «Глина» или «Факел». Стоит сказать несколько слов и о стиле классного руководства. На самом раннем этапе взаимодействия класса и классного руководителя для благоприятного существования классного коллектива необходимо сформировать определенные правила и принципы взаимодействия. Поэтому в самом начале мы совместно с ребятами установили общие правила поведения в нашем коллективе и неукоснительно их соблюдали. А затем для установления более доверительных отношений можно использовать элементы демократического стиля, так как классный руководитель, которому дети доверяют, может сделать многое для личностного развития ребенка. Успешность классного руководства складывается из системной работы в различных направлениях. Работа с классным коллективом, индивидуальная работа с учащимся, работа с педагогическими работниками в классе и работа с родителями учащихся и их законными представителями. Рассмотрим каждое направление подробно. Итак, работа классного руководителя с детьми включает в себя распределение рабочих мест учащихся в классном кабинете. Этот вопрос требует серьезного внимания. Необходимо работать над сплочением класса, чтобы всем ребятам было комфортно находиться рядом со своим соседом по парте. Сплочение классного коллектива чрезвычайно важно. При формировании коллектива необходимо обращать внимание на органичное сочетание его формальной структуры и структуры неформальной, на сориентированность норм и ценностей, на гармоничное соединение деловых и неофициальных межличностных отношений в классном коллективе, на то, насколько окружающий ребенка коллектив благоприятствует его личностному развитию, насколько члены коллектива расположены к ребенку и насколько сам ребенок расположен к членам своего коллектива. Ведь вы согласитесь, что чем комфортнее ребенку будет в классном коллективе, тем успешнее будет его учебная деятельность, тем более дружеского общения он будет получать. В своей педагогической деятельности я стараюсь находить интересные совместные дела или творческие занятия. Например, пешие прогулки, однодневные походы, экскурсии по городу, которые я провожу в том числе и на иностранном языке. Походы в кино, когда после просмотра можно обсудить фильм и поделиться своими впечатлениями. Или посещение мастер-классов по рукоделию. Я прекрасно понимаю, что не все умеют хорошо шить или вязать, но ведь главное, что мы проводим время вместе, а также ребята помогают друг другу справиться с трудностями. Помимо этого, мы с ребятами часто ходим в наш музей, узнаем много интересного об истории нашего города, а также участвуем в различных квестах. Хочется также отметить, что весной ребята моего класса победили в муниципальном этапе соревнований по волейболу «Серебряный мяч». Мы очень гордимся их достижениями и готовы поддерживать их вообще в любых соревнованиях. И чтобы укрепить командный дух, мы устраиваем товарищеские матчи в параллели 8 классов. Ребята с огромным удовольствием собирают команды, а те, кто у нас в команду не входит, они всегда поддержат своих одноклассников, придут поболеть, чтобы быть одной командой. Сплочение классного коллектива очень важно. В этом нам помогают общие классные дела, такие как День именинника, при подготовке которого ребята могут проявить не только умение организовать себя, организовать друг друга, но и также могут показать свои творческие стороны личности. Организация участия класса в общешкольных делах также способствует сплочению классного коллектива, дает возможность ребятам реализовать свой творческий потенциал и тем самым укрепить свою позицию в классе, приучает ребят быть самостоятельными и ответственными. Хочу сказать также, что учащиеся 8 Б класса с интересом участвуют в отчетных концертах гимназии, в ежегодно проводимых общегимназических праздниках, таких как День учителя, новогодний праздник, патриотическая игра «Девушки в погонах» или «Один день в армии». Благодаря общешкольным делам мы воспитываем у школьников уважительное отношение к людям, развиваем их чуткость, внимание друг к другу. Не менее важным также является и проведение классных часов. Классный час – это возможность более близкого личностного общения классного руководителя со своими воспитанниками. Чтобы классный час был успешным, необходимо обращать внимание на уважительное отношение к личности ребенка, давать возможность проявить свою активную позицию каждому ребенку, тщательно отбирать информацию, которая соответствует возрасту и потребностям детей, предоставлять ребятам возможность для обсуждения, принятия решений и в целом создавать благоприятную среду для общения. На своих классных часах я стараюсь подбирать такие темы, которые близки ребятам и волнуют их.
Для этого я периодически провожу опрос, чтобы выяснить, о чем ребята хотели бы поговорить, а затем подбирать соответствующий материал. Как все успевать, как правильно отдыхать, чтобы меньше уставать, здоровый образ жизни, этика виртуального общения, как нас воспринимают люди, что мы ценим в людях, какой у нас коллектив, как быть успешным. Это те темы и проблемы, которые волнуют моих ребят. Согласитесь, что все эти темы достаточно актуальны. Следующее направление системной работы классного руководителя – это индивидуальная работа с учащимися. Она происходит через наблюдение за их поведением в повседневной жизни, беседы с их родителями, законными представителями, а при необходимости и педагогом-психологом. Также я стараюсь поддерживать учащихся в решении важных для них жизненных проблем. Также совместно мы фиксируем их учебные, творческие, спортивные и личностные достижения посредством портфолио. Важной составляющей работы классного руководителя является работа с учителями-предметниками. В данном случае классный руководитель выступает связующим звеном между классом и педагогами, работающими в нем. Я стараюсь привлекать учителей-предметников к участию в тех или иных внутриклассных делах. Вместе мы организуем экскурсии, посещаем спортивные соревнования. Вместе мы поддерживаем наших участников лыжни России, болеем за наших ребят на соревнованиях по хоккею, футболу и волейболу. Непривычная неучебная обстановка помогает нам лучше понять наших ребят и узнать их с другой стороны. Неучебной. Во время беседы с учителями довожу до их сведения важную информацию, касающуюся моих ребят, о здоровье, о непредвиденных ситуациях, когда ребенок не по своей вине не успел или не смог приготовить домашнее задание. Учителя, работающие в моем классе, постоянные участники родительских собраний. Они переживают за успехи ребят и отслеживают их прогресс и всегда открыты для индивидуальных консультаций с родителями. Поэтому родители учащихся моего класса всегда есть возможность общаться с учителями-предметниками. Подобное взаимодействие помогает объединить усилия для обучения и воспитания ребят. И говоря о направлениях работы классного руководителя, конечно же, нельзя не сказать о работе с родителями учащихся и их законными представителями. Родители – это основные участники воспитательного процесса, и с ними необходимо налаживать контакт. Поэтому важно конструктивно организовывать работу с ними. Во-первых, конструктивное общение с родителями привлекает их внимание к заботам школы, создает позитивный имидж школы, поддерживает постоянную обратную связь с родителями в вопросах воспитания детей. Во-вторых, привлечение родителей к организации интересной и полезной деятельности помогает расширить и разнообразить сферу взаимодействия семьи и школы. В-третьих, это повышает педагогическую грамотность родителей. На родительских собраниях я стараюсь уделять больше времени вопросам, которые могут помочь родителям в общении как с собственными детьми, так и с педагогами. Например, психологические особенности подростков, как следует вести себя с родителями, если как следует вести себя родителям, если у ребенка проблемы с учителем. Жизнь реальная и виртуальная. Как помочь ребенку организовать свой рабочий день и, конечно же, профилактика здорового образа жизни. Помимо этого, я стараюсь организовывать совместные походы и экскурсии, творческие семейные мастерские, общие празднования дней рождения детей и товарищеские матчи по волейболу. Я считаю, что в таких совместных делах важные семейные ценности, безусловно, любовь членов семьи друг к другу, взаимоподдержка, забота, становятся наглядными для ребенка, так как проявляются в деле, а не на словах. Помимо этого, я бы хотела отметить традиционные мероприятия для родителей, которые проводятся в нашей гимназии. Это День семьи, проведение закрытия финансово-экономической игры «Капитал», День открытых дверей, проведение праздников, таких как День матери, Новый год или отчетный концерт гимназии. Таким образом, использование программы воспитания помогает организовать работу классного руководителя. Подводя итог, заметим, что классный руководитель имеет дело с постоянно развивающимися личностями своих детей. А поэтому он и сам должен постоянно развиваться, работать над самосовершенствованием. Собственное развитие стимулирует работу мысли и не дает педагогу находиться в стагнации. Мне хотелось бы еще отметить, что у меня в этом году был очень интересный опыт в рамках участия в муниципальном этапе конкурса «Учитель года» и в республиканском этапе конкурса «Учитель года». Когда во время конкурсного испытания «Классный час» мне удалось все-таки организовать взаимодействие с детьми. Это мне придало уверенности в том, что я на правильном пути. Ну и свое выступление я бы хотела закончить словами известного советского педагога Антона Семеновича Макаренко. Только живой пример воспитывает ребенка, а не слова, пусть самые хорошие, но не подкрепленные делом. Спасибо за внимание.
Анна Сергеевна, конечно, наверное, очень главная и важная проблематика, связанная с тем, как мы отслеживаем процесс личностного развития ребенка. И если у нас есть контакты и взаимодействие с педагогом-психологом, то, естественно, эти как бы тенденции мы с вами можем отследить и изучить. Но вот можно ли уточнить, проводится ли разработка каких-то педагогических методик, может быть, диагностик для того, чтобы отслеживать, например, да, как в рамках внеурочной, внеклассной деятельности или в рамках учебной деятельности происходит личностное развитие детей и подростков? Вообще, на самом деле, да, мы в качестве классных руководителей мы проводим мониторинг, и на основании этого мониторинга, по результатам мониторинга, мы уже выстраиваем свою траекторию работы с классом и с отдельными учениками. То есть, если, например, там по нескольким направлениям идет мониторинг, и взаимодействие, и участие в делах класса, и проявление творческой инициативы, то есть, проведя мониторинг, мы можем выявить определенные точки, в которых достаточный уровень развития у обучающихся, или тот момент, который нужно доработать. И тогда мы уже работаем в определенных направлениях, то есть организовываем больше, например, совместных дел, или участие в олимпиадах или в конкурсах различного уровня. То есть у нас идет постоянный мониторинг, плюс в качестве классного руководителя я также провожу различные диагностики, которые помогают мне найти подход к каждому ребенку и помочь ему разобраться в проблемах и внутренних, и внешних, связанных, например, с учебой. Потому что, например, с этого года мои ребята участвуют в школьной службе примирения, и мы тоже с ними делаем небольшие шажки в раскрытии себя, в решении собственных проблем внутренних, потому что, чтобы помогать другим, нужно сначала разобраться в себе. Поэтому данное взаимодействие помогает мне выяснить, в чем у ребят проблемы, и совместно мы приходим к их решению. Спасибо. Спасибо, Анна Сергеевна. Мы благодарим вас за участие в конференции. Да. Галина Владимировна еще хочет. Анна Сергеевна, спасибо. Профессионально всегда интересно слушать педагогов, класс-руководителей, практиков. Анна Сергеевна, у меня вопрос по поводу вашей команды педагогов. Я понимаю, что вы работаете и с педагогами, которые являются учителями-предметниками вашего класса. Как они включаются именно в совместную деятельность, о которой вы очень сегодня много говорили, совместную деятельность и с родителями, и как они включаются именно в процесс формирования коллектива вашего класса? На самом деле мы организуем совместные мероприятия, те же самые экскурсии, совместные походы. Учителя с огромным удовольствием отзываются поучаствовать в совместных мероприятиях, то есть помочь с организацией даже тех же самых праздников различных, которые День именинника или новогодние мероприятия. Плюс родители тоже оказывают огромную поддержку, то есть в плане того, что мы можем обратиться в любое время и всегда получим в ответ не отказ, а именно согласие и поддержку. Что касается совместных мероприятий, у нас, в принципе, большая работа идет на взаимодействие родителей и гимназии, то есть и есть общие родительские собрания, где, например, не только класс и родители данного класса, а есть собрания, в котором идут представители от всех классов. То есть это тоже свое взаимодействие, когда родители могут высказать, не высказать, скажем так, заявить о том, за что они, например, переживают, что им нравится, что их не устраивает, и уже приходим к какому-то совместному решению. Плюс, если, например, брать такой вариант, когда в классе есть неуспевающие дети, такое тоже случается, и если уже, например, не помогает, скажем так, не совсем помогает работа только классного руководителя в ликвидации различных задолженностей, то, естественно, мы уже собираем команду учителей, которые организуют индивидуальные консультации, естественно, согласие родителей, то есть родители в курсе, они не против, что ребенок может после уроков оставаться, чтобы ему объяснили какой-то материал, то есть отработать те моменты, которые у него, скажем так, недоработаны, где есть пробелы, то есть
учителя всегда готовы помочь детям и развивать их. Спасибо, Анна Сергеевна. Спасибо, Анна Сергеевна. Ну, а мы передаем слово участнику Наталье Сергеевне Шабалиной. Здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас приветствовать и передаем вам слово. Так, секундочку. Здравствуйте еще раз, уважаемые коллеги и участники нашей конференции. Меня зовут Шабалина Наталья Сергеевна, я являюсь педагогом-организатором гимназии номер 2. И сегодня я представлю вашему вниманию доклад на тему «Волонтерская деятельность как механизм сплочения классного коллектива» из опыта работы гимназии. Развивающемуся обществу необходимы инициативные люди, которые могут самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, конструктивностью, обладают чувством ответственности за судьбу страны, за ее социально-экономическое процветание. В связи с этим особую актуальность приобретает проблема развития социальной активности молодежи. Помочь в реализации решения данной проблемы, а также способствовать сплочению классного коллектива может волонтерская деятельность. Ведь одной из приоритетных задач классного руководства является формирование способности учащихся реализовать свой потенциал в условиях современного общества за счет активной жизненной и социальной позиции. И волонтерство в данном контексте выступает как инновационный воспитательный подход в обучении и воспитании школьников, являющийся одним из наиболее эффективных и целесообразных средств формирования у учащихся социального опыта, воспитания гуманности и морально-нравственных ценностей. Волонтерство – это участие школьников в общественно полезных делах, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Оно позволяет школьникам проявить такие качества, как внимание, забота, уважение, а также позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект и умение сопереживать. Школьное добровольчество помогает активизировать участие школьников в жизни общества, сформировать у молодежи бережное отношение к окружающей среде, повысить уровень сплоченности при решении социальных проблем, которые невозможно решить с помощью иных инструментов. Поэтому волонтерская деятельность в школе выступает эффективным механизмом организации досуговой и внеурочной деятельности. Хотела бы отметить, что, несмотря на мой небольшой опыт классного руководства, именно волонтерство помогло мне, как молодому специалисту, разобраться во многих вопросах касаемо воспитания детей, сплочения коллектива. Я смогла за короткое время узнать детей лучше, их интересы, склонности, хобби. И сейчас я бы хотела немного подробнее остановиться на нашем волонтерском отряде и рассказать об основных акциях и мероприятиях, реализованных с начала его становления. В гимназии действует волонтерский отряд Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики», отряд «Здрайверы». Отряд организует мероприятия, посвященные здоровому образу жизни, а также ведет просветительскую деятельность в сфере охраны здоровья в школьной среде. Входят в него учащиеся 6-11 классов. Отряд начал свою деятельность 7 ноября 2018 года, и в основном в него входят ребята, которые желают поступить в медицинские вузы, или те, которые просто интересуются вопросами и темами здорового образа жизни. Работа отряда началась с патриотической игры «Юные защитники Отечества», где с драйверами была организована станция первой помощи. Уже с 10 ноября 2018 года в гимназии школьный отряд волонтеров-медиков стал проводить свои первые ознакомительные беседы с учащимися, профилактика гриппа и других респираторных заболеваний. Волонтеры рассказывали о том, как предостеречь себя и своих близких от болезни. Воспитательный потенциал волонтерства сквозь призму классного руководства реализуется с помощью различных акций, событий, проектов, занятий, классных часов, конкурсов, что способствует формированию и сплочению коллектива класса. На внешкольном уровне нами были реализованы следующие мероприятия. Помощь, оказываемая школьниками-волонтерами пожилым людям, ветеранам, поздравление их с праздниками, помощь по дому, просто общение. Привлечение школьников-волонтеров к совместной работе с учреждениями социальной сферы, Центры социальной защиты населения, учреждения и здравоохранения. Такс-драйверы в течение месяца участвовали в акции от Центра социальной защиты города, которая проходила в рамках деятельности Школы безопасности для граждан пожилого возраста и инвалидов на тему вакцинация против гриппа и профилактика коронавирусной инфекции. Волонтеры распространяли информационно-наглядный материал, представленный Министерством здравоохранения Республики Коми.
Также участие волонтеров-медиков с драйвера в акции по профилактике йододефицитных заболеваний «Соль плюс йод. IQ сбережет». Привлечение внимания жителей города к йододефицитным заболеваниям. Участие школьников, согласие родителей или законных представителей к сбору помощи для нуждающихся. Так, с драйвера организовали сбор корма для животных, а также сбор развивающих игр, памперсов для детей-инвалидов. На сегодняшний день акция «Корзинка добра» по сбору корма для животных, она завершилась. И нами было собрано в итоге 61 килограмм овощей, 36 килограмм круп, 16 килограмм сухого корма и так далее. Участие во всероссийском открытом уроке «Быстрее, выше, умнее» команды в режиме телемоста задавали друг другу вопросы о здоровом образе жизни. Участие в межрегиональном онлайн-квизе по профилактике стоматологических заболеваний «На страже улыбки», приуроченный к Международному дню стоматолога. Из 88 участников со всех регионов страны с драйверы заняли 4-е место. Хотелось бы отметить еще одно немаловажное событие. В октябре 2019 года драйверы стали победителем всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы» с проектом «Волонтерская школа Импульс». Вошли в 20-ку лучших отрядов Республики Коми и в топ-500 лучших отрядов России. Однако в современных реалиях жизни в условиях новых санитарно-эпидемиологических требований немного усложнилась работа волонтерской деятельности. Но тот факт, что я стала классным руководителем, мне очень помог в реализации гранта, а также вовлечении учеников моего класса в волонтерскую деятельность. Нами были проведены следующие мероприятия. Создание календаря «Медики-герои Советского Союза». Вместе с волонтерами с помощью мозгового штурма мы определили формат и дизайн нашего будущего календаря. И сейчас я бы хотела показать вам некоторые страницы. Каким же образом нами вообще была организована работа? Кто-то из волонтеров набирал текст про женщин-медиков, героев войны, а кто-то занимался дизайном страниц. Готовый продукт подарили мы некоторым ветеранам нашего города на Новый год, а также на 9 мая наши волонтеры поздравили ветеранов, подарив им подарки, собранные жителями нашего города, и также наши календари. Акция «Уроки первой помощи» с привлечением медицинского работника, фельдшера Интинской центральной городской больницы проводилось обучение первой помощи и сопровождение волонтерами-медиками данного мероприятия. Арт-терапия для школьника. Видеоконференция «Я волонтер-медик», которая прошла совместно с нашими партнерами, представителями волонтерской организации «Соцветие добра» с приглашенным фельдшером также городской больницы, с волонтерами-медиками из других школ нашего города. Теперь перейдем к мероприятиям, реализованным нами на уровне гимназии. Участие школьников-волонтеров в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями. Так, например, волонтеры-медики подготовили небольшое видео «Кто такой спасатель?», а также задавали вопросы приглашенным гостям, сотрудникам отряда «Спас Коми». Мероприятие, проводимое в гимназии в рамках празднования Дня защитника Отечества «Один день в армии», где волонтерами-медиками с драйверами была организована одна из станций «Полевой госпиталь». С большим интересом ребята подошли к организации работы станции. Совместно мы рассмотрели очень много вариантов различных заданий, а с помощью родителей нашли старинную медицинскую атрибутику, например, медицинский халат военных времен, глазную ванночку, старинный тонометр, и сделали таким образом небольшую выставку. Участие школьников-волонтеров в работе с младшими ребятами. Волонтеры-медики с драйвера провели всероссийскую акцию «На страже здоровья. Гигиена полости рта» для учащихся первых классов. Ребята получили лучшую награду за проведенный урок, крепкие объятия и улыбки малышей. Проведение флешмобов и зарядок волонтерами также для младших школьников. Участие школьников-волонтеров в работе на территории гимназии, экологический десант, это уборка пришкольной территории. Также в этом учебном году мы убирали территорию и детской библиотеки нашего города. Участие в экологической акции «Покормите птиц зимой». Школьники-волонтеры сделали кормушки и всю зиму следили за наполнением их кормом. На сегодняшний день эта акция также стартовала. Помощь в проведении школьниками-волонтерами классных часов. Так, одной из тем классного часа была профессия педиатра, и в ходе которого возникла идея создания видеопоздравления к Дню педиатра. Волонтерская деятельность позволяет приобрести опыт организации, самостоятельной разработки и реализации практических социально значимых дел, мероприятий и проектов, увидеть реальный результат своей деятельности, развивать мыслительную деятельность,
Позволяет самостоятельно искать и выстраивать пути решения реализуемых проектов. Позволяет развивать потребности подрастающего поколения в общественно значимой деятельности. Волонтерская деятельность школьников способствует расширению спектра видов и форм внеурочной деятельности, направленных на становление личности обучающего как субъекта деятельности и собственной жизни. Как вы могли заметить, из презентации мы используем различные формы воспитательной работы, что позволяет ученикам лучше вникнуть в социальные практики. И закончить я бы хотела свое выступление показом видео, которое создали мы вместе со драйверами, и которое, на мой взгляд, как раз и отражает наше понимание, кто же такой волонтер. Волонтеру не нужны сверхсилы, чтобы стать героем, только инициатива. У волонтера не обязательно должно быть время, у них должно быть сердце. Даже маленькое дело может поменять мир. У нас разные лица, но одна душа. Спешите делать добро. Спасибо большое за внимание. У меня на этом все. Спасибо, Наталья Сергеевна, за представленный опыт. Скажите, пожалуйста, вот каковы перспективы вообще развития волонтерского движения в вашей школе? Мы понимаем, что у вас есть собственный, так скажем, отряд, да, условно говоря, ребят, которые планируют поступать в медицинские непосредственно вузы, но будут ли, например, там еще какие-то иные направленности, условно говоря? Конечно, помимо драйверов у нас в принципе, очень много детей, которым интересна волонтерская деятельность, ведь не только медицинской направленности, у нас экологические акции, акции социальной направленности. Например, сейчас у нас стартовала акция «Делай добро». «Делай добро» — это по сбору книг и игр для детей-инвалидов и малообеспеченных детей. И откликаются практически все дети, что, естественно, конечно, радует и нас, как педагогов. Да, Наталья Сергеевна, а как привлекаете другие образовательные организации? Вы же опорная школа, и у вас очень хорошо развиты сетевые формы взаимодействия. На самом деле, еще раз секундочку, как мы привлекаем, да? Да, другие образовательные организации, которые входят в вашу сеть, вашего города, Интинского района. Есть ли такие акции, которые вы организовали не только в рамках своей школы, но и для других образовательных учреждений, и провели ее вместе? Для других, да. или совместно. Либо это только волонтерские проекты внутри гимназии. У нас пока, да, реализуется все-таки внутри гимназии это все, но вы подали прекрасный пример, как можно еще и расширить нашу деятельность. Поэтому мы возьмем на вооружение, но у нас было небольшое, одно мероприятие, просто проводила его не я, а до меня провели по школе «Импульс», которое было проведено и в другой, на базе другой образовательной организации. Естественно, даже если вы находитесь в разных местах, например, да, другая школа, с которой вы сотрудничаете, то вы можете условно договориться и в какой-то день просто эту акцию начать и так далее. Вот. Поэтому как перспективное направление, я думаю, можно в данном случае на него сориентироваться. Поэтому, коллеги, обращаемся ко всем участникам, включайтесь в волонтерское движение гимназии города Инты. Интересные направления, интересные результаты.
Поэтому, мне кажется, это может быть такое хорошее начало для сетевого взаимодействия всех опорных школ. Спасибо. Спасибо, Хорошо, Наталья спасибо Сергеевна. И мы благодарим гимназию номер 2 города Инты за представленный непосредственно опыт. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество и до новых встреч в нашей студии. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Спасибо. Всего доброго. Уважаемые друзья, а мы переходим уже с вами к следующему блоку и перемещаемся мы уже в город Ухта. К нам сейчас присоединяется директор замечательного учреждения Ухтинский технический лицей имени Рассохина. Уважаемая Анна Станиславовна, если вы с нами, пожалуйста, подключайтесь. И добрый день, Анна Станиславовна, мы вас видим. Добрый день. Да, предоставляем вам слово. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, мое выступление сегодня посвящено теме «Современная образовательная среда». Образовательная среда – это все составляющие окружения школьника, их характеристики и связи между ними. Говоря о среде, мы должны иметь в виду и архитектуру здания, и предметно-пространственную организацию, и цифровые технологии, и современное оборудование, и методическую оснащенность, и характер взаимодействия обучающихся и обучаемых, и сообщества сверстников. Безусловно, современная образовательная среда позволяет значительно улучшать результаты обучения школьников. Можно выделить следующие компоненты образовательной среды. Это физическое пространство, взаимодействие участников, цифровая среда и структура образовательной программы. Наша образовательная организация стала участником проекта «Опорная школа» в 2018 году. К тому времени лицей уже обладал достаточной материально-технической базой. Каждое рабочее место педагога было оборудовано компьютером с доступом в интернет, принтером, в каждом кабинете смонтирован проектор. В лицее были оборудованы 3 кабинета информатики, кабинет физики оборудован ноутбуками для учащихся. На тот момент ряд педагогов использовали в своей работе цифровые образовательные платформы, такие как Учи.ру, Устест, Фоксфорд и другие. Координация работы педагогического коллектива осуществлялась с помощью электронно-учительской, сетевого файлового хранилища. С целью выполнения требований стандарта в части реализации образовательных предметов был организован кружок робототехника, который охватывали все обучающиеся 5 классов. Сегодня я хочу рассказать о том, какие изменения претерпели компоненты образовательной среды лицея за время участия в программе «Опорная школа». В части физического пространства произошли следующие изменения. Средства гранта, полученные за участие в конкурсе «Опорная школа», были израсходованы на ремонт конференц-зала, а также приобретение оборудования для кабинета технологии. Конференц-зал – это пространство, которое используется как в учебной деятельности школьников, так и для проведения внеурочных занятий, обучения коллектива, организации муниципальных мероприятий, для которых мы регулярно становимся технической площадкой. Кабинет технологий оснащен современным оборудованием для различных видов деятельности. Это фрезерный станок с ЧПУ, 5 3D-принтеров, токарные и сверлильные станки, наборы для занятий робототехники. Это 12 наборов Лего и 10 наборов Make-Block для детей более старшего возраста. В текущем календарном году в лицее появился многопрофильный кабинет с мобильным пространством, который используется как лингофонный кабинет для проведения уроков английского языка. Также мы его используем для проведения уроков информатики. Особенностью данного кабинета является фронтальная стена, на всей поверхности которой можно писать маркерами. Поэтому кабинет стал излюбленным местом для проведения занятий проектной деятельностью. После выхода методических рекомендаций об ограничении использования устройств мобильной связи в общеобразовательных организациях, мы строго ограничили использование телефонов на уроках, и наши детки оставляют свои мобильные средства связи на входе в специально оборудованных для этого местах, которые есть в каждом кабинете. Однако была необходима идея, как переключить внимание лицеистов с телефонов и на переменах. Решением стал проект «Проведи время с пользой». На данном слайде представлены фотографии рекреационной зоны 3-го этажа. Можно попытаться сократить время использования мобильных устройств запретом, но альтернативным вариантом является переключение внимания и создание условий для иного вида деятельности.
Концепция проекта заключается в создании яркого, стильного и уютного пространства, оборудованного удобными местами для сидения, где в открытом доступе располагаются настольные игры, шахматы, в которые дети могут играть на перемене или просто общаться, уютно расположившись в мягких креслах. Для повышения читательской активности предполагается оборудование, не предполагается, уже оборудована, да, зона для чтения, где книги расположены в открытых стеллажах, исключающих необходимость посещения библиотеки. Телефон же учащимся на переменах предлагается оставить в специально оборудованной зоне, где размещены зарядки для мобильных телефонов. Развитие взаимодействия участников образовательного процесса коснулось не только учителей, но и школьников. Как и другие школы, мы освоили и применяем в своей деятельности дистанционные технологии, что позволило проводить все мероприятия опорной школы по графику, но в удаленном режиме. Были оптимизированы процессы деятельности классных руководителей. Мы перенесли в электронный формат ежедневные дела, такие как заполнение журнала посещаемости детей и учет питания детей в столовой. В качестве инструмента используем Microsoft Teams, который, помимо прочего функционала, предоставляет возможность совместной работы с документом нескольких пользователей одновременно. Каждый классный руководитель утром заполняет две формы – учет посещаемости и отмечает детей в своем табеле по питанию. Сделать он это может даже с телефона, воспользовавшись установленным приложением, что позволяет секретарю своевременно до 10 утра отправлять отчеты по заболеваемости, а столовой организовывать накрытие строго в соответствии с количеством присутствующих детей в классе. Поскольку отменена кабинетная система, учителю критично, чтобы техника загружалась и работала быстро. Поэтому в текущем году мы обновили все рабочие места наших педагогов путем приобретения новой компьютерной техники. Уже второй год мы подключаем детей, которые длительно отсутствуют в связи с карантинными мероприятиями. В каждом классе назначены ответственные дети, которые прошли инструктаж. Именно ответственный ребенок занимается подключением одноклассника и направлением ему ссылки. Таким образом, ребенок как будто бы присутствует на уроке, он не пропускает учебный материал и может получать оценки, давая учителю ответы в режиме онлайн-взаимодействия. Для удобного подключения детей в каждом классе, а также тех классов, которые переведены на дистанционное обучение, в каждом кабинете дополнительно к рабочему месту педагога находится ноутбук. Вопрос подключения к сети интернет мы решили путем организации бесшовного Wi-Fi соединения. Теперь, если подключение болеющего ребенка мы осуществили, например, в кабинете, находящемся на 3-м этаже, а следующий урок у деток проводится на 1-м этаже, ответственный ребенок просто берет с собой ноутбук с подключенным ребенком и несет его в другой кабинет. Переподключение происходит автоматически, никаких дополнительных настроек со стороны ребенка или учителя не требует. Как ранее я уже говорила, за время работы в качестве опорной школы мы обновили оборудование кабинета технологии, что позволило реализовать нам курс «Компьютерное черчение» для школьников города, а также реализовать предмет технология в соответствии со стандартом. Учебный процесс по предмету технологии строится следующим образом. Класс мы делим на две группы. Одна часть идет на так называемый традиционный урок технологии, а вторая отправляется на современную технологию. В следующий недельный час ребята меняются группами. В рамках дополнительного образования мы реализуем программу «Шахматы». Для этого в лицее специально оборудован кабинет с ростовыми фигурами. Сформированная современная образовательная среда позволяет нам достигать тех результатов, которые представлены перед вами на данном слайде. Мы делаем наш процесс обучения качественным не только для лицеистов, но и для учащихся образовательных организаций, которые входят в сеть опорной школы. Уважаемые коллеги, благодарю вас за внимание, и если будут вопросы, с удовольствием на них отвечу. Спасибо, Анна Станиславовна. Действительно, мы поражены, в том числе вот Екатериной Владимировной, да, возможностями среды, которую вы создали в вашем образовательном учреждении, вот, той зоне шахмат, которую вы, собственно, показали. Да. Уважаемые коллеги, прежде чем мы зададим вопрос Анне Станиславовне, я напоминаю, что у вас есть возможность задавать их в чате или в специальной вкладке, и наши коллеги, которые пока не покидают конференцию, они, в принципе, готовы на них ответить и прокомментировать, да, в данном случае.
Скажите, пожалуйста, вот по сути мы говорим о результатах, и понятно, что среда является тем фактором, который позволяет нам достичь более высоких, так скажем, да, вот, результатов в целом. Создавая вот эту зону, связанную с организацией досуга, так скажем, на переменах, в целом, какие изменения вы видите, может быть, в отношении, допустим, к чтению, ко взаимодействию и так далее? То есть к каким эффектам это, собственно, привело? Мы можем говорить на данный момент, конечно, только о промежуточных результатах, которые мы наблюдаем, да? Ну, непосредственно организовывая наше дежурство административное на переменах. То есть, проходя на перемене мимо ребят, мы действительно, и я сейчас не лукавлю, наблюдаем, что дети играют в интеллектуальные игры, которые мы для них периодически обновляем. Ну, поскольку, да, если бы ребенок приходил и обнаруживал постоянно там только шахматы, например, то постепенно интерес детский, он бы угасал. Мы планомерно раз в четверть обновляем содержимое тех интеллектуальных игр, например, заменяя шашки на шахматы, добавляя какие-либо интеллектуальные настольные игры. И таким образом видим, что действительно дети играют в оставленные для них наборы и могут просто, допустим, там лежать вот в этих креслах-мешках, разговаривать между собой, но при этом хотя бы телефона в руках у них не наблюдается. В плане той зоны, которая является зоной для чтения, конечно, не могу сказать, что она вызвала прям ажиотаж, но лукавить не будем. Но есть детки, которые действительно заинтересованы, они берут книжки, они, вот как приведено было, да, на фотографиях, они проводят время за чтением книг. Мы также обновляем тот ассортимент книг, который представлен для школьников. И наш библиотекарь активно также включилась в данный процесс. Вот на данный момент у нас идет акция буккроссинга, и я тоже периодически, так как отслеживаю активность использования школьниками данной зоны, смотрю, что действительно книги меняются. То есть ребятки и берут книжки, и приносят, оставляют их для чтения. Спасибо. Спасибо, Анна Станиславовна. Как взаимодействуете с сетью муниципальных общеобразовательных организаций? Ресурсы у вас великолепные. Каким образом? Да, взаимодействие у нас выстроено, оно выстроилось, наверное, начиная с первого года нашей работы. Вообще, в целом, деятельность опорной школы, она направлена на взаимодействие как со школьниками образовательных организаций города, так и с педагогами. И все мероприятия, которые на данный момент перешли в дистанционный формат, они направлены на повышение профессиональных компетенций педагогов. У нас работает постоянно действующие семинары, где мы проводим обучение педагогов по тем темам, которые являются для них проблемными. Для этого мы собираем заявки от наших учителей и выстраиваем работу либо индивидуально, выстраивая маршрут для каждого конкретного педагога, либо с группой педагогов, которые вот обозначают, что такие-то темы для них были бы интересны. Осуществляем контроль. Если у нас пришли, допустим, определенная группа педагогов в сентябре, то мы отслеживаем, чтобы эти самые педагоги продолжили планомерное обучение, системное, до конца учебного года. Ну, иначе результатов от разового посещения, мы с вами все прекрасно понимаем, не будет. Также проводим мероприятия, аналогичного характера, уже не буду задерживать время и остальных коллег, мы проводим и для школьников. Да, спасибо. Мы видим системную работу, мы понимаем, что сегодня опорная школа – это важный ресурс для формирования именно единого образовательного пространства и профессионального. И вы своей деятельностью это сегодня уже публично доказываете. Спасибо большое. Спасибо, Анна Станиславовна. До новых встреч на нашей площадке и в совместных мероприятиях. Огромное вам спасибо за представленный опыт. Уважаемые коллеги, а мы продолжаем нашу конференцию, и мы сейчас перемещаемся уже в город Сыктывкар, в данном случае уже в гимназию имени Пушкина. И сейчас нам бы хотелось, чтобы наши коллеги из этого учреждения к нам присоединились. Иван Владимирович Кремер, добрый день, мы рады вас приветствовать и передаем вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Надеюсь, меня слышно. Да, все хорошо. Да. Хорошо.
Добрый день, Иван Владимирович Кремер, замдиректора гимназии Пушкина. И хотим вам представить, с одной стороны, это результат работы гимназии Пушкина как опорной школы, и с другой стороны, в большей степени, наверное, акцент поставить на те перспективы, на те собственные находки и те идеи, над которыми мы только начинаем работать. Поэтому в этом ключе, в тех находках, тех новых для себя векторов направления мы обозначили данную тему как разработка и реализация концепции многопрофильной школы на уровне основного общего образования как одно из возможных направлений деятельности опорной школы. В данном случае, если говорить об актуальности, почему мы выходим на данное понимание, у гимназии Пушкина в рамках деятельности опорной школы есть опыт реализации и построения концепции многопрофильного образования на уровне среднего общего образования. В данном случае мы говорим о том, что коллегами гимназии Пушкина была создана специальная программа, направленная на профориентационную деятельность учащихся 9 классов, которая в течение их обучение в 9 классе помогает определиться с тем направлением, с тем профилем, соответственно, определиться с тем выбором наборов экзаменов, которые они пойдут сдавать в формате ОГЭ, для того, чтобы в дальнейшем выбрать для обучения в 10-11 классе, выбрать тот профиль, то направление, которое они для себя сочтут приоритетным, что для них будет важно. В рамках этой программы мы можем выделить отдельный этап. Это этап диагностики, это этап составления своего индивидуального учебного плана. И мы говорим о том, что наши учащиеся 10-11 классов уже на протяжении нескольких лет все 100% наших учащихся занимаются по индивидуальным учебным планам, которые они составляют в рамках реализации вот этой программы, направлена на профориентационную психолого-педагогическую деятельность. И мы реализуем эту программу не только для наших учащихся, а, например, на весенних каникулах. В прошлом учебном году мы приглашали учащихся других школ муниципалитета 9 классов, которые бы хотели поработать с нами, поработать над вопросом, какой профиль им выбрать. И ссылка о проведенном мероприятии на сайте гимназии Пушкина и ссылка на презентацию вам представлена. То есть данная программа, мы видим, что имеет результаты для самих учащихся, положительные отзывы родителей, законных представителей, и мы распространяем эту практику на уровень муниципалитета и планируем продолжить свою деятельность. И вот такая программа, которая была разработана для среднего общего образования, приводит на мысль о том, что заниматься профориентационной деятельностью, помогать определиться учащимся, наверное, необходимо и перенести на уровень основного общего образования. Кроме этого, почему мы еще приходим к пониманию построения многопрофильного образования на уровне основного общего образования? Здесь мы говорим о тех новых материально-технических условиях, о той материальной базе, которая обладает гимназия имени Александра Сергеевича Пушкина, поскольку с прошлого учебного года мы получили новое здание, мы получили прекрасную материально-техническую базу, которая должна способствовать повышению качества образования, которая должна так или иначе работать на уровне и урочной, и внеурочной деятельности, и которая позволяет нам сегодня действительно начать реализацию многопрофильной школы. Мы учитываем и те тенденции, тренды в образовании, которые определяются в том числе со стороны государственной политикой, те направления, которые, например, уже в новых стандартах обозначены на уровне, что выделяются отдельно предметы профильного образования, и мы понимаем, что это в определенной степени и те тенденции, к которым нужно стремиться, которые стоит развивать. Понятно, что для нас немаловажным фактором являются и запросы участников образовательных отношений, интересы самих учащихся, запросы родителей, законных представителей того направления, того интереса, той тенденции, которая сегодня вызывает наибольшую популярность, интерес, которая поможет учащимся чувствовать себя комфортно в современном мире, поможет им успешно социализироваться, найти свое место
в современном мире. Ну и для нас, для гимназии, в определенной степени это определенный вектор, новый вектор развития, который мы для себя решили попробовать. Исходя из всего вышесказанного, мы как раз и пришли к пониманию о необходимости построения многопрофильной школы на уровне основного общего образования. В данном случае для того, чтобы определиться, какие направления, какие профили, какие предметы на углубленном уровне, за счет чего мы можем достигнуть данных целей, мы для себя выбрали 3 основных задачи, которые необходимо было реализовать. Это, во-первых, проанализировать тот запрос участников образовательных отношений, в каком направлении он будет выстроен, каким образом родители, законные представители видят это, какие интересы у самих учащихся, то есть это все необходимо было продиагностировать. Кроме этого, выбор направления определился еще и тем, что с прошлого учебного года гимназия Пушкина подключилась к федеральному проекту «Школьный кванториум», и в августе 2021 года состоялось открытие школьного кванториума, который тоже дает определенные возможности, ресурсы для реализации определенных направлений профильной школы. Ну и для нас немаловажным, конечно же, является и кадровый потенциал, наличие кадров, которые бы смогли действительно создать те условия, выполнить те программы, которые мы планируем реализовать. То есть вот эти 3 задачи, если говорить о каждой из этих задач, то есть говоря об анализе запросов участников образовательных отношений, в прошлом году для учащихся 4 классов были составлены специальные листы индивидуальных достижений, которые включали в себя результаты внешних оценочных процедур. Для нас это была всероссийская проверочная работа, поскольку основные предметы – русский язык, математика, окружающая среда, окружающий мир – помогут определиться в дальнейшем, то есть чтобы родители, законные представители посмотрели и увидели, в каком направлении, каких успехов достигает их ребенок, наш учащийся, чтобы правильно помочь определить тот набор предметов, который будет, возможно, интересен учащимся. Для нас немаловажны были встречи с родителями, с представителями родительской общественности, для того, чтобы обсудить планируемые изменения, предложить им варианты учебных планов для того, чтобы они могли прокомментировать, могли нам задать вопросы, чтобы они понимали, в каком русле, направлении мы двигаемся. Ну и, конечно же, проведение индивидуальных консультаций, если таковы были нужны. То есть первое направление, анализ запросов участников образовательных отношений, мы для себя выделили следующие 3 пункта. Говоря о той программе, в которую гимназия Пушкина включилась, это создание на базе гимназии школьного кванториума, естественно, для нас это определенные сразу дали возможность реализации направлений, да, это, естественно, научное, математическое, физико-математическое направление для нас стало приоритетным. Для того, чтобы быть уверен в том, что нам удастся реализовать этот федеральный проект, перед этим гимназия Пушкина стала участником проекта тоже федерального «Школа новых технологий», которая предполагала прохождение обучения педагогов, проведение этапа перезагрузки, изучение анализа имеющихся ресурсов. И эти все мероприятия, в том числе в рамках сетевого взаимодействия, встреч с представителями муниципальных, городских методических объединений, проведение отдельных мероприятий на базе гимназии имени Александра Сергеевича Пушкина. Эти все мероприятия были проведены, они зафиксированы на официальном сайте гимназии Пушкина, и некоторые из таких мероприятий, здесь представлены ссылки. Если будет интересно, можно будет познакомиться с тем, как учителями гимназии Пушкина в рамках деятельности городских методических объединений, в рамках творческих встреч учителей, как проводились взаимодействия и знакомства с тем проектом, в котором гимназия Пушкина на сегодняшний день участвует. Немаловажным аспектом при выборе направления, как уже мной было сказано, является наличие кадрового потенциала. И сегодня мы можем говорить, что
кадровый потенциал гимназии имени Александра Сергеевича Пушкина, педагоги наши являются победителями, призерами различных муниципальных, региональных, всероссийских конкурсов. Часть педагогов являются руководителями городских и даже республиканских методических объединений. Наши педагоги ежегодно являются экспертами Республиканской предметной комиссии по проверке основного государственного экзамена, единого государственного экзамена, являются старшими, основными экспертами, являются руководителем, председателем республиканских предметных комиссий. Наши педагоги и гимназия имени Александра Сергеевича Пушкина являются базой практики. Традиционно сотрудничаем с Институтом иностранных языков. На данный момент у нас проходит стажировку и практику, у нас проходят студенты, педагоги, историки, которые знакомятся с своим ремеслом, и мы с уверенностью можем говорить, что учителя гимназии являются наставниками не только внутри гимназии для своих молодых педагогов. Мы ежегодно участвуем в муниципальном, в республиканском конкурсе, где делимся опытом наставнической деятельности, но и работаем со студентами. И говоря о нашем кадровом потенциале, лишь небольшие цифры, статистика, которая бы подтверждала, что сегодня кадровый потенциал гимназии – это и педагоги опытные, это и существенное обновление педагогического состава. Мы с радостью принимаем молодых педагогов. Можете посмотреть в процентном соотношении, сколько у нас сегодня молодых педагогов, инициативных, которые точно так же стремятся, развиваются, совершенствуются, проходят курсы повышения квалификации. Таким образом, мы можем говорить, что наш кадровый потенциал – это и стажисты, в которых мы уверены, которые реализуют уже профильное преподавание на уровне среднего общего образования, молодые педагоги, которые под чутким наставническим крылом опытных педагогов получают свой первый бесценный опыт и тоже готовятся в дальнейшем к реализации профильного образования на уровне уже основного общего образования. Исходя из этих пунктов и тех тенденций, и тех направлений, в том числе и определенных со стороны государства, мы для себя выделяем основные векторы направлений, те профили, те изучения углубленных предметов. На сегодняшний день он выглядит в таком виде. Это языковые классы, это физико-математический, инженерный, естественно-научный и гуманитарный. Опять же, выбор определен той материально-технической базы, это физико-математические, инженерные, естественно-научные базы, это использование потенциала кванториума. Языковой класс, углубленное изучение языка, это традиционное и проверенное опытом, временем, то направление, которое всегда ассоциировалось с гимназией имени Александра Сергеевича Пушкина. Гуманитарное направление мы для себя выделили, поскольку на уровне среднего общего образования есть данное направление, то, что мы можем продолжать развивать, и чтобы учащиеся постепенно к этому направлению переходили. В данном случае, если говорить об особенностях, и с этого года мы уже начали реализацию этой концепции построения многопрофильной школы на уровне основного общего образования, то для себя мы выделили определенный акцент, на который мы всегда ставим. Понятно, что к 5 классу в полной мере быть готовым сказать, что меня интересуют иностранные языки, либо меня интересуют точные науки, это, наверное, очень тяжело, это практически невозможно для части учащихся, это точно, мы сегодня это видим. Поэтому наши учебные планы, далее я продемонстрирую вам их примеры, строят следующим образом, что 5-6 класс идет освоение основного материала, и плюс добавляются из части, формируемой участниками образовательных отношений, добавляются небольшие курсы пропедевтической направленности, чтобы дать понять учащемуся, действительно ли тот профиль, который он выбрал, действительно ли он для него, понимает ли он, правильно ли он осуществил этот выбор, чтобы если вдруг получается, и мы наблюдаем на уровне подведения итогов четверти, на уровне психологического сопровождения, мы наблюдаем, действительно ли комфортно учащемуся в этом направлении себя ощущать. И если это не происходит, то мы рассматриваем вариант перевода в другое направление, в другой профиль для того, чтобы создать максимально комфортно
профиля, направления, которое будет приоритетным для нашего учащегося. Ну и, как я уже сказал, что мы рассматриваем такую возможность изменения профиля, если понимаем, что для учащегося и родители, законные представители об этом нам тоже говорят, что такое необходимо будет сделать. На примере, уважаемые коллеги, может быть, будет плохо видно, но я думаю, что можно будет презентацию скачать и посмотреть более подробно. На примере двух классов очень бегло, да, мы видим, что есть предметы углубленного изучения, то есть они обозначены в учебном плане. Набор предметов первой части, обязательной части, тут я думаю, что ничего удивительного для вас не будет. Мы ориентируемся в первую очередь на вторую часть формируемую участниками образовательных отношений, где как раз у нас и сидят отдельные пропедевтические курсы годового назначения в 5-6 классе. Это предпрофильная подготовка, где мы начинаем усиливать то направление, которое учащийся выбрал. И усиливать теми курсами, исходя из нашего кадрового потенциала и запросов. То есть мы обсуждали, эти учебные планы с участниками образовательных отношений, прислушивались к их мнению, определяли, что для них важно, приоритетно, какие возможности мы можем им предоставить. Да, и вот во второй части как раз мы и видим тот выбор, те возможности, которые сегодня гимназия может предоставить. На примере языкового класса, на примере инженерного класса, если мы посмотрим те предметы, и, конечно, вот если говорить об инженерном классе, то ресурсы школьного кванториума как раз используются и в том числе в урочном плане. Например, в нынешний 5 класс у нас уже введен пропедевтический курс по основам робототехники. Да? А на следующий год мир информационных технологий у нас предполагается, веб-дизайн предполагается. И так в других профилях физико-математического, где у нас есть цифровые лаборатории по физике, как отдельный курс, который позволил бы так или иначе расширить представление и дать возможность действительно получить качественное образование для учащихся. Таким образом, да, мы говорим о том, что действительно концепция многопрофильной школы на уровне основного общего образования – это, с одной стороны, веяние времени, да, тот новый стандарт основного общего образования, который нам необходимо будет реализовывать уже с 1 сентября 2022 года, это и запросы участников образовательных отношений, это и подготовка к целенаправленному, уже осознанному выбору профиля на уровне среднего общего образования. Ну и понятно, это использование той базы, тех ресурсов, которые сегодня есть в гимназии. И если говорить о том, как мы начали реализацию, видите процентное соотношение выбора нынешних 5 классов учащихся, кто в каком направлении у нас обучается. У нас получается сегодня 3 языковых класса, да, и отдельное направление по одному классу, который мы можем вам представить. У меня все, уважаемые коллеги. Если будут вопросы, я попытаюсь на них ответить. Спасибо, Иван Владимирович. Действительно, презентации будут доступны после проведения конференции, и по тем ссылкам, которые указаны были об участии образовательной организации в федеральном проекте «Школа новых технологий», и та информация, о которой вот нам в данном случае уже представил, да, и привел примеры учебных планов с целью создания, так скажем, да, условий для предпрофильной подготовки обучающихся, тоже вам будет, в общем-то, доступны. Иван Владимирович, скажите, пожалуйста, в целом по итогам реализации федерального проекта «Школа новых технологий», вот какие, в общем-то, эффекты вы можете, так скажем, да, в деятельности образовательной организации обозначить? Мы понимаем, что вы прошли все вот эти этапы и так далее, и по каждому из них вы представили методические продукты и не только. Вот. Что это дало образовательному учреждению? Ну, во-первых, школа новых технологий в данном случае, то есть логичное выстраивание, то есть теоретический уровень, потом для нас очень важен, наверное, был практический этап, это этап перезагрузки, когда нам представили возможность проанализировать, ведь мы получили новую базу материально-техническую, новое оснащение, само здание, и мы получили возможность проанализировать действительно потенциал того, что мы в данный момент имеем и как мы это используем. И вот для нас, наверное, вот этот этап перезагрузки, когда мы разрабатывали варианты
использования, когда мы вынуждены были в какой-то мере все оборудование имеющееся достать, посмотреть, проанализировать, попробовать, провести в том числе и городские методические объединения, познакомить коллег муниципалитета с тем, что мы имеем и что мы готовы совместно работать с коллегами. И в этом году мы то же самое уже проводили, городские метод-объединения, то есть учителей физики, химии, биологии, прошли на базе гимназии, где мы предлагали в рамках проектной деятельности использовать наши ресурсы. То есть вот, наверное, этот этап для нас был самым важным и значимым. Понятно, что вот сейчас планируется проведение стажировочных площадок в рамках школы новых технологий. Нам бы, конечно, хотелось иметь возможность посетить, куда-нибудь съездить, но вот мы ждем, мы заполнили анкету, мы ждем обратного ответа, какие потенциалы, какие возможности, чтобы посмотреть, а как у других это организовано, чтобы чему-то действительно еще и поучиться. Спасибо. Иван Владимирович, относительно вот данного слайда, который у нас здесь размещен, планируется ли введение какого-то или какой-то процедуры отбора для поступления, например, в какой-либо из этих классов в 5-м? Да, действительно, в этом году, то есть наших учащихся, то есть на данный момент мы говорим, что у нас 7 классов с углубленным изучением отдельных предметов, наших учащихся здесь только 3 класса, да, в этом году мы уже проводили процедуру конкурсного отбора, вся процедура предполагает написание 2 контрольных работ в зависимости от того профиля, то есть русский язык обязательно, если это точные науки, соответственно, математика, естественно, научно-гуманитарный окружающий мир, и если языки, то это собеседование по иностранному языку, то есть уже опыт организации такого конкурсного отбора у нас есть, единственное, что мы в этом году действительно нужно поработать с документами, с оформлением, чтобы этот процесс начать немножко пораньше, потому что мы не понимали немножко, наверное, в прошлом году, как это проводить. Для нас это был первый опыт организации. То есть мы уже учитываем те ошибки, те, может быть, неточности, которые мы допустили в процедуре конкурсного отбора, чтобы в этом году успешно набрать те и заполнить те направления, которые у нас запланированы. И еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, предусматривается ли возможность, в условно смежных классах менять направленность? Например, в 6-м не захотелось с физмат перейти в инженерный или наоборот. Или, например, с языкового в гуманитарный или наоборот. Мы предполагаем эту возможность, потому что мы сейчас наблюдаем, мы видим, что некоторые учащиеся, возможно, не совсем правильно определились. И вот мы смотрим, сейчас хотим по итогам полугодия провести собрание и педагогического коллектива, просмотреть результаты диагностики, в том числе сейчас у нас в 5-е классы проводится диагностика функциональной грамотности, то есть включить и посмотреть, как 3 хотя бы направления, то есть читательское, математическое, естественно-научное, насколько они соответствуют профилю, чтобы уже потом вести разговоры с родителями, законными представителями. Спасибо. Спасибо, Иван Владимирович. Да, уважаемые коллеги, Иван Владимирович представил системную командную работу на уровне образовательной организации. И я очень рада, что сегодня мы можем говорить об опыте муниципального образования города Сыктывкар, потому что действительно опорная школа для города Сыктывкара – это очень значимый ресурс, профессиональный и методический ресурс. И вот если вы уже говорите о функциональной грамотности, я бы хотела заострить на этом внимание, потому что именно сегодня мы получили последние данные об активности образовательных организаций на платформе «Российская электронная школа». И мы очень рады, что именно гимназия именно Пушкина – это самая активная образовательная организация, которая сегодня провела все 3 этапа по той модели, которая сегодня принята на уровне Российской Федерации. Это проведены все диагностические работы, они проверены сегодня учителями, и сегодня сформированы уже материалы, которые необходимы для обучающихся, для формирования функциональной грамотности. Поэтому, уважаемые коллеги, для нас опорная школа – это школа, которая действительно сегодня выполняет и те задачи, которые стоят именно на уровне не только муниципалитета, а на уровне федерации. И одна из самых важных задач именно этого учебного года
это участие в международном исследовании ПИЗа и подготовка наших обучающихся к этому исследованию. Ну а глобальная цель, о которой Иван Владимирович говорил, это как раз многопрофильная школа, которая способствует формированию функциональной грамотности, а именно всех видов грамотности. Поэтому, коллеги, спасибо, что принимаете участие в решении очень важных задач для республики и для Российской Федерации. В вашем лице мы благодарим гимназию имени Александра Сергеевича Пушкина за такое тесное сотрудничество с нашим институтом. Это не только мероприятия, связанные с реализацией данного проекта, и, конечно же, благодарим вас за ту помощь, которую вы нам оказываете в проведении многочисленных мероприятий. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Поэтому передавайте от нас благодарности всему педагогическому коллективу, руководителю, конечно же, да, и надеемся, что мы продолжим в таком же ключе работать с вами и дальше. Ну, а мы вас благодарим, и, уважаемые коллеги, мы переходим к следующему выступающему. Мы передаем слово Татьяне Валерьевне Кудряшовой. Мы возвращаемся, опять же, на север уже, это Воркута. Добрый день, Татьяна Валерьевна, мы вас видим, пока не слышим. Да, все нормально. Слышим. Мы вас рады видеть, рады приветствовать и передаем вам слово. Спасибо. Коллеги, добрый день, или уже, может быть, наверное, добрый вечер. Школа 23. Заместитель директора. Я вот, готовясь к сегодняшнему выступлению, думала, какую тему выбрать. Дело в том, что мне кажется, что опыт реализации проекта инноваций в естественно-научном и инженерно-математическом образовании в нашей школе, он был представлен неоднократно, и поэтому повторяться тоже не хочется. Сегодня я выбрала узкое направление, на мой взгляд, это организация внеурочной деятельности в рамках вот естественно-научного и инженерно-математического образования. Почему именно это направление? Ну, возможно, это то направление, которое у нас сегодня хорошо развивается. Именно по этой причине я выбрала данную тему. Мы находимся на заключительном этапе реализации данного проекта, но, как оказалось сегодня, как я услышала, что не на заключительном, то есть это переходный какой-то, видимо, период теперь, да, мы завершаем один этап и переходим к другому этапу. Но, тем не менее, поскольку это третий год мы работаем по реализации данного проекта, естественно, мы подвели итоги, проанализировали нашу деятельность, и поэтому я все же хочу сегодня начать выступление вот с тех количественных некоторых показателей, которые были заявлены в нашем проекте. Безусловно, первые показатели, они касаются ОГЭ и ЕГЭ. Но это, наверное, основные результаты, которые показывают наши дети по окончании 9 класса и по окончании 11 класса. Если говорить о результатах ЕГЭ и ОГЭ прошлого года, я вот здесь на слайде представила результаты прошлого года, правда, сопоставила результаты нашей школы с городскими результатами. Ну и мы видим, что в этом столбце, ну, столбиках этих, голубой цвет – это наша школа, и чуть потемнее синий цвет – это показатели города. Если сравнить вот эти столбцы, то мы видим, что показатели наших детей, вот эти результаты единого государственного экзамена, а я говорю только о результатах пока предметов естественно-научного и математического цикла, потому что проект наш предусматривает именно направление этих циклов, именно этих областей, то здесь вот представлены предметы как раз химия, биология, информатика, математика и физика. Ну и результаты ОГЭ, здесь, правда, нет сопоставления, у меня, к сожалению, не было результатов по городу, поэтому я представила только результаты ОГЭ по данным предметам нашей школы. Ну, хочу отметить, что, сравнивая вот эти предметы, безусловно, ОГЭ и ЕГЭ – это те показатели, те результаты, которые мы формируем у учащихся прежде всего на уроках. Но, наверное, недостаточно только урочной деятельности, недостаточно, наверное, вот только грамотно выстраиваемой системы педагога, недостаточно, наверное, тех технологий современных, которые использует педагог в своей деятельности, именно в урочной деятельности. Подводя итог,
анализируя деятельность нашей школы и, в частности, вот анализируя деятельность в области, именно в рамках реализации проекта опорной школы, мы пришли к выводу, что все-таки грамотно организованная внеурочная деятельность, она играет большую роль. Именно по этой причине, наверное, я сегодня все же останавливаюсь на этом направлении. Мы понимаем, что цель внеурочной деятельности сегодня, тем более в рамках ВГОС, это не только достижение предметных результатов, но это и достижение метапредметных и личностных результатов. Тем более перемены, происходящие в мире науки, экономики и образования, ориентируют общеобразовательную школу на формирование навыков 21 века, таких как умение относиться критически к любой информации, нестандартно мыслить, сотрудничать в коллективе с другими его участниками, находить единомышленников и объединяться с ними для решения различных образовательных задач. Конечно, эти навыки формируются и в рамках урочной деятельности, но повторяю, что внеурочная деятельность, она расширяет это образовательное пространство. Каковы же направления образовательной деятельности вот в рамках во внеурочное время? На слайде представлены несколько направлений. Ну вот мы выделили эти направления, как мы считаем, что вот именно так мы работаем. Это, безусловно, преподавание каких-то элективных факультативных курсов, включенных в учебный план курсов неурочной деятельности. Это и организация проектно-исследовательской деятельности, что требует сегодня федеральный государственный образовательный стандарт. Это и проведение таких образовательных профориентационных экскурсий, ну, работа в научном обществе учащихся и олимпиадное и конкурсное движение. В учебный план школы включены факультативы и элективы. Данные курсы помогают учащимся, если говорить об уровне среднего общего образования, то в первую очередь они помогают определиться с выбором будущей профессии и подготовиться к поступлению в соответствующий вуз. Они также нацелены на повышение естественно-научного, математического образования по 3 направлениям: углубление школьного курса, применение олимпиадных приемов решения задач, исследовательские работы. На слайде как раз представлены курсы естественно-научной направленности и математической направленности на уровне среднего общего образования. Если говорить об основной школе, то это такие курсы из части, формируемые участниками образовательных отношений, как живая математика, природа и экология Воркуты, наглядная геометрия, проценты вокруг нас и так далее. Программы внеурочной деятельности на уровне основной школы ориентированы на создание фундамента для естественно-научного и математического развития талантливых школьников 6-8 классов, формирование механизмов мышления, характерных для математической, естественно-научной деятельности, овладение знаниями и умениями, необходимыми для успешного изучения предмета на углубленном уровне, обеспечение условий для самореализации одаренных детей в области математики, физики, химии, биологии и экологии. Отличительная особенность программ – акцент на практическое применение теоретического материала, высокая плотность практических заданий, тренингов, выполнение исследовательских работ, содержащих новые результаты, ну и, конечно же, планомерное формирование компетенций, из которых складывается естественно-научная и математическая грамотности. Ну, хочу здесь отметить, что нашими педагогами, математиками, биологами, химиками был представлен опыт именно по формированию у школьников естественно-научной грамотности, математической грамотности в рамках реализации в прошлом году проекта «Эффективная школа». Мы сотрудничали с 26-й школой города Воркуты и 42-й школой города Воркуты, которые имели низкие результаты. Ну и оказывая педагогам методическое сопровождение, организуя вот это методическое сопровождение, нашими педагогами также были организованы учебные именно занятия для учащихся вот этих названных школ 42 и 26. И как раз нужно отметить, что цель вот этих занятий была не только подготовка учащихся к ОГЭ или к ЕГЭ, но также и формирование естественно-научной и математической грамотности. Формы работы занятий элективных и факультативных курсов – это элементы лекций, семинары, решение задач в команде, какие-то олимпиады, защита исследовательских работ, итоговый зачет. Ну и хочу отметить, что форма проведения занятий как очная, так и в онлайн-режиме мы работаем. За рамками уроков преподавателями Санкт-Петербургского горного университета еженедельно для учащихся
10-11 классов проводится с помощью системы ВКС занятия по физике, опять же, математике и английскому языку. 1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений, предусмотрен на индивидуальный проект. Следующее направление нашей внеурочной деятельности – это проектно-исследовательская деятельность. Ну и в учебном плане у нас предусмотрен вот этот час индивидуальный проект. На уровне основного общего образования этот курс ведут классные руководители 9 классов, а на уровне среднего общего образования ведут классные руководители 10 классов. Ежегодно в условиях реализации в ГОС основного общего образования защищают индивидуальные проекты около 130-140 учащихся. Ну, у нас, как правило, в параллели 6 9 классов, поэтому и такое количество учащихся. Наибольшее количество проектов, если посмотреть результаты прошлого года, вот здесь на слайде представлены результаты защиты проектов учащимися 9 классов прошлого года, мы видим, конечно, что большинство, ну или большая часть учащихся, она связала свой проект именно с технологией. Ну, почему выбран именно этот проект, почему выбраны творческие проекты? Мы понимаем, что учащиеся 9 классов разные, есть и посильнее, есть и послабее дети, у кого-то сформированы эти метапредметные умения, у кого-то не совсем, поэтому более слабые, скажем так, дети, они выбирали творческие проекты, и поэтому их проект был связан именно с предметом технологии. Ну, это 28% учащихся у нас выбрали именно данный предмет. Тем не менее, проекты по предмету биология были также разработаны 19% учащихся, по географии 11% учащихся выбрали, химию 20%, физика 9%, ну и так далее. Мы видим вот здесь на диаграмме, что предметы естественно-научного цикла, биология и химия, многими детьми все же выбирались для того, чтобы разрабатывать свои проекты. То есть они связали свой проект именно с этими предметами, именно с этим направлением. На уровне среднего общего образования от 55 до 75%, как правило, учащихся защищают исследовательские проекты по предметам, вот как раз, опять же, перечислю: биология, химия, физика, математика. Ну, на слайде здесь я представила часть только вот этих тем индивидуальных проектов учащихся 10 классов. Дело в том, что у нас на уровне среднего общего образования, чтобы разгрузить детей, мы организуем защиту проектов именно в 10 классе. И вот здесь мы видим темы индивидуальных проектов. Если просматривать, то, безусловно, здесь не только естественно-научное направление и не только математическое, безусловно, потому что у нас есть классы и обучающиеся по индивидуальным учебным планам, где на углубленном уровне изучаются и другие предметы, такие как обществознание, история, литература, русский, поэтому и выбор, безусловно, он здесь большой. Но, тем не менее, если проследить вот эту тематику индивидуальных проектов, то мы можем убедиться в том, что многие дети выбирают именно биологию, выбирают химию, выбирают экологию в качестве создания индивидуальных проектов. Поэтому следующий показатель, вот, который был включен вот в наш проект, это доля учащихся, вовлеченных в исследовательскую проектную деятельность математической и естественно-научной направленности. От общего количества учащихся вот в этом проекте стояла цифра 54. Ну, проанализировав нашу деятельность в этом направлении, здесь я могу сказать следующее. Если говорить о результатах прошлого года, то на уровне основного общего образования проекты в предметных областях естественные науки и математика и информатика выбрали 64% учащихся 9 классов. На уровне среднего общего образования из 53 учащихся, ну вот я здесь даже приводила цифры, у 5 учащихся у нас, что составляет 9%, тема проекта была связана с физикой, у 3 с информатикой, это 6%, это был физико-математический класс, у 10 учащихся, что составило 19%, связали свой проект с математикой. Это учащиеся и из А, и Б, и из физико-математического, и обучающегося по ИУП. 11 учащихся выбрали химию, 13 биологию или экологию. В сумме получилось 42 ученика выбрали эти направления, что составило 79%. То есть мы видим, что
показатель здесь выдерживается. Ну, и плюс мы понимаем, что, опять же, проектная деятельность должна быть организована, но похвально приятно нам то, что дети выбирают именно вот эти области. Через проектную деятельность можно научить применению теоретических знаний в практической жизни, в конкретных жизненных, профессиональных и научных ситуациях. Следующее направление в рамках внеурочной деятельности – это организация образовательных или профориентационных экскурсий. Я уже говорила о сотрудничестве нашей школы с объединением «Воркута-Уголь», поэтому «Воркута-Уголь» финансирует ну, вот иногда нашу образовательную деятельность, и поэтому учащиеся наших 10 А класса, физико-математического класса, ежегодно посещают Череповецкий металлургический комбинат, посещают Национальный исследовательский технический университет МИСИС, Санкт-Петербургский горный университет. Ну и, безусловно, ежегодно в течение всего учебного года неоднократно учащиеся 10-х, именно 11 классов посещают Воркутинский механический завод. Сотрудничество с объединением распространяется не только на реализацию образовательных, но и на реализацию социальных проектов, таких как «Молодые ресурсы». Я об этом тоже ранее говорила. С целью развития интереса учащихся к получению технического образования школьники успешно принимают участие в традиционном фестивале шахтерских профессий школы «Шахта Шанс». В школе реализуется программа «Одаренные дети», функционирует научное общество «Шанс». И в рамках реализации программы ежегодно организуется на базе школы школьный этап межрегионального творческого конкурса «Российская школа фармацевтов». И на профориентационную викторину в рамках этого конкурса, кто хочет стать фармацевтом, приглашаются также учащиеся школ города. На базе нашей школы мы ежегодно организуем химический турнир, городской химический турнир. Если в прошлые годы мы проводили это мероприятие в очном режиме, поскольку была такая возможность. К сожалению, последние 2 года, этот год и прошлый год, мы уже химтурнир проводим только в онлайн-режиме, поскольку нам не позволяют сейчас эти возможности, ограничения, которые введены. Хочу отметить, что в этом году мы также принимали участие, команда нашей школы принимала участие в республиканском химическом турнире. Традиционным также стало проведение на базе нашей школы физико-математической регаты, в которой опять же принимают участие не только учащиеся нашей школы и не только учащиеся школ города, но и также приглашаемые школы ИНТы и школы Сыктывкара. Учащиеся наши школы, безусловно, принимают участие и в интеллектуальном марафоне. Вот здесь я хочу отметить, потому что интеллектуальный марафон, как правило, организовано это мероприятие для гимназий и лицеев, но вот несколько лет, несмотря на то, что мы являемся общеобразовательной школой, мы также принимаем участие и достаточно успешно в интеллектуальном, республиканском интеллектуальном марафоне. Учащиеся нашей школы принимают активное участие в различных олимпиадах, в различных конкурсах разного уровня, и муниципального, и регионального, и федерального. Они являются участниками и победителями муниципальных конкурсов, таких как «Юное дарование», «Талантливая молодежь». Я не буду здесь перечислять. Но и, конечно же, одно из важных направлений внеурочной деятельности – это подготовка учащихся к Всероссийской олимпиаде школьников. Поэтому один из показателей, опять же, реализации проекта – это доля победителей и призеров муниципального и регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников от общего количества участников. Вот у нас цифры здесь такие стоят: 50% от общего количества участников должны показать на муниципальном этапе, у нас должно быть 50% победителей и призеров, и 70% на региональном уровне. Вот здесь представлены, цифры только не видно, представлены результаты участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников за 3 года. Опять же, если мы посмотрим, то лучшие результаты у нас учащиеся демонстрируют по биологии и по химии. И опять же, если сравнивать годы, вот если сравнить
результаты прошлого года, например, с результатами 2018-2019 года, то мы видим вот эту динамику вверх, что для нас, конечно, отрадно, и мы понимаем, что вот эта выстраиваемая внеурочная деятельность, значит, она работает эффективно. Ну и здесь представлены результаты участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников. И опять же, если сопоставить прошлый год, например, с годом 2018-2019, то мы видим здесь тоже динамику. Ну, здесь в большей степени, конечно, нужно отметить, что из вот этих предметов естественно-научного цикла и математического, инженерно-математического цикла, к сожалению, конечно, не выдерживаем мы, пока показателей нет у нас таких высоких результатов по математике и по физике, по информатике, но, видимо, это достаточно сложные предметы, информатика вообще очень тяжела, там программирование, и здесь, к сожалению, вот мы пока не можем продемонстрировать такие высокие результаты. Если говорить, я представила здесь несколько только количественных показателей. Если говорить о качественных показателях, о качественных вот результатах реализации нашего проекта, то один из пунктов, один из показателей, вот он у меня стоит первым, это готовность педагогов развивать естественно-научное и инженерно-математическое образование. Но мы считаем, что тот проект, вот реализация этого проекта инноваций в естественно-научном и инженерно-математическом образовании позволила нам сегодня подготовить педагогов, развивать и дальше естественно-научное и инженерно-математическое образование. И действительно, наверное, вот этот опыт, который мы приобрели, он оказался очень полезным. Почему? Потому что предыдущий, значит, коллега мой сказал, что в гимназии имени Пушкина открыт уже школьный кванториум. То же самое предстоит в следующем году и нам. То есть в следующем году на базе нашей школы также будет открыт школьный кванториум, и как раз направления, которые выбраны вот для реализации вот этого проекта, это как раз естественные науки, ну и информатика и робототехника. Это то, что мы выбрали. И мы считаем, что вот этот проект инноваций в естественно-научном и инженерно-математическом образовании, это, наверное, вот специально как будто, ну вот, наверное, оно так как-то было уже сверху, может быть, даже не спослано, что получилось так, что мы дальше не останавливаемся сейчас на заключительном этапе реализации этого проекта, мы двигаемся дальше. Наверное, так оно и должно быть. Поэтому надеемся, что в дальнейшем наша деятельность, она будет плодотворна. Спасибо. Спасибо, Татьяна Валерьевна. Прокомментируйте, пожалуйста, вот когда вы демонстрировали индивидуальные проекты, у вас в качестве тематики проектов было обозначено участие в... Да, прокомментирую, да. То есть буквально что это означает? Значит, то есть смотрите, фактически, да. Я ожидала вопрос, я думала, может быть, сразу прокомментирую. Значит, смотрите, поскольку индивидуальный проект должен защитить каждый ребенок, результат защиты проекта идет в аттестат, мы это все прекрасно понимаем. Но дети, которые в течение целого года занимаются в определенной какой-то области. И если, допустим, вот здесь у нас написано участие в муниципальном химическом турнире, то мы детям вот этой команды, которая целенаправленно готовится, и неоднократно они готовятся к этому турниру, и участвуют они не только в этом турнире, но и в других профильных каких-то конкурсах, они участвуют в олимпиадах, поэтому мы автоматически, это принято решение на уровне педагогического совета, что вот этим детям, одаренным детям, мы автоматически выставляем высокий балл за защиту индивидуального проекта. И вот дальше там, если посмотреть, например, участие в Республиканской научно-практической конференции «Интеграция», опять же, дети работают в этом направлении. То есть вот эта исследовательская работа, которая была представлена девочкой в конференции «Интеграция» в Ухте, это как раз она связана именно с биологией, с загрязнением окружающей среды. Поэтому в положении у нас это прописано, что да, мы детям автоматом ставим зачет.
Понятно. Вы еще затронули такой вопрос, который касается, так скажем, определения готовности педагога работать вот в этих двух направлениях, естественно-научном и инженерно-математическом. Каким образом, ну или по каким показателям вы определяете эту готовность? Ну, тут, конечно, мы проводим мониторинги, профессиональные дефициты мы все равно выявляем. То есть говорить вот так вот однозначно, что мы готовы сегодня открыть кванториум, и мы уже готовы реализовывать новые какие-то проекты, так вот, конечно, это может быть слишком громко. Но тем не менее, вот поскольку уже у нас началась подготовительная работа к открытию этого школьного кванториума, мы уже определяемся с модулями, которые мы выбираем. Безусловно, мы рассматриваем кадры. И поэтому мы видим, что на сегодняшний день вот программы, которые должны будут готовить в рамках основной образовательной программы, в рамках внеурочной деятельности, в рамках дополнительного образования, то есть мы понимаем, что есть педагоги, которые могут все это реализовать. Но, безусловно, дефициты они есть, мы понимаем, что необходимо обучаться кому-то еще, да, у кого-то есть дефициты в области, например, цифровизации, то есть цифровыми технологиями не до конца владеют. Мы понимаем, что придет новое оборудование, поэтому мы дальше должны учиться. Но анализируя вот эту кадровые ресурсы, которые мы имеем, мы, тем не менее, сегодня можем утверждать, что у нас, да, есть определенная база, есть педагоги, которые смогут дальше реализовывать вот эти проекты. Вот программы в рамках кванториума работы. Спасибо. Спасибо. А так мониторинги, безусловно, у нас педагог, психолог всегда проводит, диагностирует. Мы это делаем в системе для того, чтобы выстраивать вот эту индивидуальную траекторию педагога образовательного. Спасибо. В вашем лице мы также благодарим ваше образовательное учреждение за тесное сотрудничество вместе с нами, за ваше участие во многих конкурсах. И, конечно же, сегодня Галина Владимировна говорила о том, что наши опорные школы, собственно, как и региональные инновационные площадки, это хедлайнеры всех инновационных процессов, которые проходят и которые характеризуют республиканскую систему образования, а также конкурсы. Поэтому надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество и до встречи на наших площадках. Да, Татьяна Валерьевна, поздравляем вас с очень важным решением, которое принято на уровне нашего министерства. Вы стали еще одной базовой школой для создания школьного кванториума. Федеральная сеть на сегодня очень интенсивно развивается, поэтому предстоит действительно грандиозная работа. Но я знаю, что ваша команда справится. Я очень рада, что вы принимали участие в первой профессиональной олимпиаде и были уже как члены нашей республиканской команды в нашем центре при повышении профессионального мастерства. Мы очень рады, что действительно ваша команда – это профессиональная команда, которая активно принимает участие во всех проектах, которые сегодня инициируются в рамках федерального проекта «Современная школа». И это очень важно. Поэтому вам удачи. И при необходимости, конечно, готовы подключаться и для профессионального дальнейшего сопровождения, если в этом будет необходимость. Спасибо. Спасибо. Спасибо и всего доброго. Ну, а у нас, уважаемые участники, остается еще одно выступление. Это как раз опыт уже сельской опорной школы. Добрый день, Марина Константиновна, мы рады вас видеть. Приветствуем вас. Пока не слышим. Сейчас? Сейчас да, все в порядке. Мы слышим. Да. Передаем вам слово. Спасибо. Добрый вечер, уважаемые коллеги. И сегодня я представлю вашему вниманию опыт работы нашей школы как опорной в Республике Коми. В соответствии с нормативными документами Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми в октябре 2018 года для всех организаций общего образования был проведен республиканский конкурс «Опорная школа Республики Коми», по итогам которого наша школа вошла в список победителей и была определена как опорная школа сроком на 3 года. И в 2019 году мы активно включились в реализацию нашего проекта,
который назвали «За гранью стереотипов. Инновационная деятельность школы как фактор формирования успешной образовательной среды». Целью этого проекта стало создание условий для осуществления инновационной деятельности общеобразовательными организациями Усть-Куломского района. Для достижения этой цели нами были поставлены задачи по каждому направлению проекта. Я сейчас задачи перечислять не буду, потому что они встретятся на последующих слайдах. И вот наши направления деятельности, их 6. Это организация работы с одаренными учащимися, деятельность учащихся в рамках российского движения школьников, проектно-исследовательская деятельность, реализация профильного обучения в условиях сетевого взаимодействия, психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. И вот по каждому направлению сейчас расскажу, какую работу мы провели. Итак, работа с одаренными детьми. Задача по этому направлению была совершенствовать условия для интеллектуального развития одаренных учащихся района в учебной и во внеурочной деятельности, которая была реализована через следующие мероприятия. Мы активно сотрудничали с республиканским очно-заочным лицеем-интернатом для одаренных детей из сельской местности. Педагоги лицея проводили выездные сессии в рамках подготовки государственной итоговой аттестации по русскому языку и математике. Эти сессии были организованы на базе нашей школы. Сюда же приезжали учащиеся из района. Кроме того, были проведены занятия по использованию моделей ТРИЗ для учащихся 3-5 классов. Далее мы проводили районные соревнования по робототехнике, 21 век, век роботов. Если в 2019 году в соревнованиях приняли участие 8 команд из школ района, то в 2020 году это уже было 13 команд из 6 школ района. Значит, мы проводили дистанционные метапредметные конкурсы для учащихся 2-4 классов с очень интересным названием «Успевайка», «Размышляйка», «Изучайка». И вот обратите внимание, если в 2019 году в конкурсе приняли участие 187 учащихся из 6 школ района, то в 2020 году участниками этих мероприятий стали 267 учащихся уже из 10 школ района. Мы с вами знаем, что муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по учебным предметам проводится для учащихся 7-11 классов. Поэтому мы были вынуждены, да, скажем так, не оставить без внимания учащихся 5-6 классов. Поэтому на базе нашей школы, как опорной школы, были проведены районные предметные олимпиады для учащихся 5-6 классов. В 2019 году предметные олимпиады были проведены по 2 основным предметам. Это русский язык и математика, в которых приняли участие 54 учащихся из 18 школ района. В 2020 году мы увеличили количество учебных предметов. Кроме русского языка и математики, олимпиады были проведены по истории, биологии и географии. Соответственно, возросло и количество участников до 155. И в 2021 году предметный ряд мы увеличили, добавили предметы олимпиады по экологии и психологии. И, соответственно, вот качественная работа в этом направлении принесла и свои, скажем так, плоды, результаты. Да? Вот 2 года подряд мы принимали активное участие в международном конкурсе «Школьный патент. Шаг в будущее». В течение 2 лет мы были призерами всероссийского регионального этапа, а в 2020 году уже дополнили этот список, стали победителями республиканского конкурса школьных лесничеств в номинации «Лесоведение и таксация». Следующее направление нашей деятельности – это организация работы в рамках российского движения школьников, да, задача этого направления – вовлечь учащихся школ района в деятельность российского движения школьников. Значит, эта задача реализовалась через следующие мероприятия. Были проведены нашими волонтерами, скажем так, нашими представителями, участниками этого движения, были проведены различные мероприятия, направленные на позитивную модель поведения учащихся и снижение уровня негативных социальных явлений. Через передачу опыта деятельности волонтерского отряда «Молодость» школам района и вовлечение учащихся школ в различные мероприятия, они представлены на слайде. Кроме того,
Значит, эта задача реализовалась через передачу опыта работы нашей старшей вожатой Зизиговой Ларисы Петровны и активистов российского движения школьников. Они приняли участие в 11 различных мероприятиях на уровне района и республики. Результативное участие в конкурсах муниципального, регионального и всероссийского уровней. Победители, вот лидер 21 века, у нас победитель муниципального итога. Выиграли грант на 150 тысяч рублей в грантовых проектах, в грантовых молодежных проектах. И кроме того, вот заслуга работы в этом направлении, наша выпускница прошлого учебного года Романова Татьяна стала лидером Большого детского совета Республики Коми. И мы считаем, что это очень высокий результат деятельности в рамках российского движения школьников на базе нашей опорной школы. Направление проектно-исследовательской деятельности. Значит, мы поставили перед собой следующую задачу в этом направлении – реализовать проектно-исследовательскую деятельность в школах района как обязательное требование в ГОС. И эта задача, поставленная задача, она реализовалась через следующие мероприятия. Значит, мы проводили дистанционные конкурсы презентаций информационных проектов. 5 школ района приняли участие в этом конкурсе. 21 участник представил свои проекты информационные. Значит, параллельно мы проводили дистанционный конкурс презентаций исследовательских проектов. Из 4 школ района были представлены проекты 15 участников. Кроме этого, мы провели открытый районный урок «Цифровая безопасность». Вот здесь хочется еще добавить следующее. Параллельно с проектом «Опорная школа», в котором мы 3 года действуем, мы участвовали в проекте «Эффективная школа» 2 года подряд. И вот в рамках этого проекта мы тоже занимались проектно-исследовательской деятельностью и передавали опыт работы в этом направлении школам района. И апробировали такое мероприятие на защиту индивидуального проекта, итогового индивидуального проекта. Мы приглашали 10 класса, учащиеся 10 класса, мы приглашали учащихся из школ участников проекта «Эффективная школа», в частности, Вотчевская школа к нам приезжала. Поэтому вот таким образом наши ребята, десятиклассники, делились опытом в подготовке к индивидуальным проектам уже учащимся школ района. Следующее направление нашей деятельности в рамках этого проекта – это профильное обучение в условиях сетевого взаимодействия. С 1 сентября 2018 года в 2 школах нашего района, это наша школа и Кибаньольская средняя общеобразовательная школа, был введен федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования в пилотном режиме. И перед нами стала задача реализовать профильное обучение в условиях сетевого взаимодействия. И в 2018-2019 учебном году образовательный процесс в 10 классах был организован в условиях сетевого взаимодействия школ по 3 профилям обучения. Это гуманитарный, технологический и естественно-научный. Изучение учебных предметов углубленного уровня и элективных курсов, отражавших специфику конкретного профиля, осуществлялось на базе обеих школ. В 2019 учебном году в рамках подготовки учащихся государственной итоговой аттестации учителями школ проводились очные консультации, а также учителями опорной школы были проведены онлайн-консультации по русскому языку, математике, информатике, английскому языку, обществознанию и биологии. И вот на следующем слайде я представлю вам результаты единого государственного экзамена за 19-20 учебный год. Это вот 3 предмета, которые изучались на базе обеих школ. Да, вот среди участников ЕГЭ по данным предметам есть высокобальники. То есть хорошие результаты ребята показали вот в рамках этого сетевого взаимодействия. Значит, по направлению психолого-педагогического сопровождения была поставлена задача совершенствовать психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. Эту задачу в первую очередь выполнял наш педагог-психолог Анжела Ивановна. Ее деятельность осуществлялась в 3 направлениях. Это работа с родителями, учащимися и педагогами. В ходе проекта ею была проделана довольно-таки большая работа.
Ею осуществлялись выездные мероприятия в школы района, направленные на оказание психологической помощи учащимся, их родителям и учителям. Были проведены индивидуальные консультации и тестирование учащихся района в рамках мероприятия «Ярмарка профессий». Педагог-психолог активно участвовала в районных семинарах классных руководителей, социальных педагогов, провела ряд практических занятий не только для работников школ, но и для сотрудников дошкольных образовательных учреждений. Вот здесь представлены ее выступления. Значит, кроме этого, работа в данном направлении представлена на сайте школы в разделе «Опорная школа» и осуществляется в двух направлениях: профориентационная и психологическая помощь. Профориентационная работа представлена методическими материалами для родителей, педагогов и специальными материалами для учащихся. В разделе «Психологическая помощь» в раздел «Психологическая помощь» входят статьи для родителей, педагогов, психологические онлайн-тесты и онлайн-консультирование через электронную почту. Далее, в реализации этого проекта опорной школы важное значение мы отводили естественно-методическому сопровождению. Задача в этом направлении стояла следующая: совершенствовать методическое сопровождение направлений деятельности опорной школы. То есть как отдельное, скажем так, шестое направление мы его не выделяем, но в любом случае мы объединили, скажем так, вот в этом направлении, методическом сопровождении, все 5 направлений. Администрация школы представила свой опыт в течение 3 лет, представила свой опыт в организации введения в образовательный процесс федеральных стандартов среднего общего образования, поделилась опытом в разработке программы воспитания в школе. Кроме того, наши педагоги активно участвовали в районных методических семинарах и представляли свой опыт работы в преподавании 11 учебных предметов: русский язык, математика, английский язык, коми-язык, информатика, биология, физика, химия, общество знания, технология, изобразительное искусство. Опять же, в апреле-мае 2020 года нашими педагогами опорной школы были проведены дистанционные онлайн-консультации по подготовке к единому государственному экзамену для учащихся образовательных организаций Усть-Куломского района. Кроме этого, наши педагоги, вот в 2020 году Ольга Михайловна Сковородникова стала членом жюри республиканского конкурса лучших практик по сопровождению молодых педагогов в образовательной организации. В сентябре 2021 года она участвовала в республиканском методическом семинаре «Анализ типичных ошибок ЕГЭ» 2021 года по английскому языку. В ноябре 2021 года 2 наших учителя информатики поделились своим опытом в онлайн-школе для педагогов цифровых центров Республики Коми. Значит, в 2021 году на базе нашей школы был открыт Центр цифрового образования детей IT-куб по 6 направлениям. Это программирование на языке Python, системное администрирование, мобильная разработка, программирование роботов, основы алгоритмики и логики. И уже в октябре 2021 года, то есть IT-кубы были открыты уже в августе, в октябре 2021 года мы уже провели на базе этих IT-кубов районные открытые уроки, которые были объединены единой темой «Искусственный интеллект» для учащихся 5-7 классов образовательных организаций муниципального района Усть-Куломский. По темам искусственный интеллект и его разработка, компьютер, мозг искусственного интеллекта, элементы искусственного интеллекта в играх, виртуальная реальность, пространство для развития искусственного интеллекта, искусственный интеллект в робототехнике. И в заключение мне бы хотелось что сказать. Успешную реализацию проекта подтверждает качественный результат участия в республиканских и всероссийских конкурсах.
В 2019 году наша школа стала участником республиканского проекта «Эффективная школа», победителем республиканского этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России», финалистом Всероссийского конкурса «Учитель года России-2019» и призером республиканского конкурса «Лучшая сельская школа Республики Коми». В 2020 году мы стали победителями республиканского конкурса «Топ лучших сельских школ», победителями республиканского конкурса «Лучшая школьная библиотека Республики Коми», призерами республиканского конкурса грантовых проектов «Эффективная школа», и сейчас мы участники всероссийского проекта 500+. Таким образом, в ходе проекта мы не только делились своим опытом, но и приобретали новый, а это немаловажно, потому что новый опыт – это развитие, а развитие – это успех. И участие в таких проектах дает любой школе возможность роста профессионального мастерства учителей, возможность введения изменений в образовательный процесс для решения приоритетных задач, а значит, возможность перехода на новый уровень развития. И мы благодарим наш Институт развития образования за доставленную вот такую нам возможность вот таким вот образом вырасти. И в заключение хочу добавить, дорогие коллеги, наша управленческая команда желает вам всем быть успешными. Пусть каждый день радует вас достижениями как собственными, так и ваших учеников. Здоровья вам, сил, отличного настроения, профессионального роста и огромных перспектив. Спасибо. За внимание. Спасибо. Спасибо, Марина Константиновна. Но прежде чем мы с вами расстанемся, у нас есть несколько вопросов. У вас очень интересный опыт организации метапредметных олимпиад для младших школьников. Скажите, пожалуйста, вот проводите ли вы их очно или вы организуете их онлайн? Мы их организуем дистанционно. То есть вы сами понимаете, да, что в условиях пандемии мы не имеем права приглашать в школу огромное количество детей, да. А вы сами увидели, да, что детей участвует очень много. Мы делаем рассылочки по школам. Нам в этом плане помогает наше управление образованием достигнуть вот этого вот сотрудничества со школами, да. И вот таким образом на базе районных школ проходят вот эти вот конкурсы, а мы уже в свою очередь результаты вот это вот проверяем, результаты сводируем, соответственно, готовим наградные материалы, подводим результаты уже на уровне, опять же, дистанционно. Дело в том, что вы можете анонсировать данные олимпиады, метапредметные в данном случае, да, и для других образовательных учреждений. Поэтому вы можете использовать в том числе и наши возможности, потому что мы также можем информировать образовательные организации о проводимых опорными школами мероприятиях. Поэтому, пожалуйста, контактируйте с нами, и мы вам в этом поможем. И тогда мы будем очень рады поделиться. И тогда ваша олимпиада уже выйдет на другой уровень, да, собственно, от локального, муниципального, именно уже в межмуниципальный или даже республиканский. И второй вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы видите, может быть, или как поменяется направление деятельности вашей школы в статусе опорной школы в связи с появлением IT-куба? Размышляли ли вы над этим вот, и так далее? Я так думаю, что да, сейчас пристальное внимание вот уделяется именно цифровым технологиям. Но мы очень рады, что на базе нашей школы вот организован именно этот центр. И я думаю, что вот мы уже вот в этом направлении, вот буквально прошло немного времени, да, октябрь, ноябрь, и уже мероприятия, которые были проведены на базе IT-клубов, дают о себе знать. То есть мы привлекаем, да, нас хотят видеть, честно, немножко похвастаюсь, нас хотят слышать, нас хотят смотреть. Мы приглашаем в нашу школу районных учащихся, учителей, посмотреть, что это такое. Как это все организуется. У нас опытные педагоги в этом направлении. Я уже говорила, что двое из них, Олег Олегович Коноплев и Рассыхаев Алексей Александрович, уже представляли свой опыт. Сейчас, вот в ноябре, буквально недавно, в рамках деятельности в IT-клубах. Поэтому, да, действительно, мы включим. Я так понимаю, что мы в проекте остаемся, опорная школа. Ну вот мы сейчас как раз, подводя итоги, об этом и скажем. Да, мы добавим отдельное направление, которое будет связано именно с вот этим доп. Образованием, с этим центром цифровых технологий.
Спасибо. Спасибо. Мы также в вашем лице благодарим образовательные учреждения за участие во многих, многочисленных проектах. Как раз результаты свидетельствуют именно об этом. И, конечно же, за то, что вы с нами активно сотрудничаете и помогаете в самых разных конкурсах и проектах, и выступаете действительно как школа-лидер и в эффективной школе, да, и в проекте 500+. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Спасибо, Марина Константиновна. Конечно, очень важно, что вы осознаете, как важно публично представлять результаты вашей работы. И вот эта публичность, она, конечно, является таким осознанным принципом. На примере именно вашей школы мы хотим именно об этом сейчас поговорить. Марина Константиновна, я знаю, что вы действительно вместе с директором и с начальником управления образования всегда представляете свои результаты и родительской общественности, и в курсе всех ваших достижений, и глава муниципального образования. Вот на ваш взгляд, вот такая публичность, она дает вам возможности именно для развития, именно вот эти новые механизмы, которые позволяют вам представить школу именно как центр вашей территории, то есть Холомского района. А почему нет? Я уже говорю, вот, когда идет вот развитие, вот такое вот, я бы сказала, за последнее время молниеносное развитие, у нас появляются крылья за спиной, у нас открывается новое дыхание. Мы хотим работать в этом направлении, поэтому почему бы не представлять публично свой опыт своей работы? Потому что вот сегодня я послушала опыт других школ. Кстати, вот пользуясь случаем, поблагодарю всех выступающих, потому что для себя лично я тоже взяла очень много интересного. Поэтому я думаю, что публичное выступление, это же здорово. Поэтому, коллеги, тоже как рекомендация профессиональная. Да, мы уже привыкли, что мы в профессиональном сообществе делимся своими достижениями, опытом. Но важно выходить на новый уровень. Рассказывайте о своей деятельности депутатскому корпусу. Рассказывайте о достижениях в рамках проекта «Современная школа» вашим родителям. Потому что то, что сейчас происходит, это действительно должно поменять отношение к системе образования. Марина Константиновна сейчас сказала, да, что вот крылья вырастают, так вот такие же крылья должны вырастать у наших родителей, которые должны понимать, как здорово, что в Республике Коми такие происходят изменения и такие работают великолепные педагоги. Поэтому, уважаемые коллеги, публичность не только профессиональная, но публичность и общественная. Это как рекомендация, и я думаю, что вот опыт Усть-Куломской школы – это тоже очень хороший как раз результат именно вот такой публичной общественной работы. Спасибо, Марина Константиновна. Слова благодарности вашему директору, потому что вместе с командой вашей школы начинали работать в 2019 году. Ну а далее «Точка роста», далее уже видите IT-клуб. И будем надеяться, что и другие проекты, они будут вам под силу в рамках федерального проекта «Современная школа». Удачи вам. Будем надеяться на это. Спасибо большое. Спасибо, Марина Константиновна. Уважаемые коллеги, а нам остается подвести итоги нашей сегодняшней встречи, и мы сейчас вернемся еще раз на нашу презентацию и, соответственно, посмотрим на те перспективы, то есть мне хотелось бы прокомментировать опорная школа результат. И предпоследний слайд. Спасибо. Итак, Институт развития образования, Республиканский институт развития образования участвовал в разработке, собственно, проекта приказа о статусе опорной школы Республики Коми. И, по сути, на этом слайде представлены основные, так скажем, направления, условно говоря, если так можно сказать. Как уже анонсировала Галина Владимировна в своем выступлении, что действительно статус опорной школы всем общеобразовательным учреждениям Республики Коми, которые имеют на настоящий момент по окончании 2021 года данный статус, будет продлен. Продлен также на 4 года, и с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года он сохранится.
Буквально в приказе об этом будет обозначено. На что нам бы хотелось обратить ваше внимание. Ну, во-первых, все вы сегодня очень много, может быть, прямо, а может быть и нет, говорили о том, что за эти годы вы, конечно же, изменились. Изменились кардинально, начиная с физического пространства ваших образовательных организаций и так далее, с появлением новых возможностей, с пониманием того, какие, в общем-то, процессы в системе образования сейчас актуальны и активны, как мы реагируем на данные тренды фактически. И вот сквозь призму современных веяний, новелл, так скажем, да, в нашем образовании, с учетом того опыта, который вы наработали за эти 3 года, с учетом изменившейся базы, в том числе материально-технической и так далее, мы понимаем, что у нас появляются новые направления деятельности, новые перспективные, в том числе исходя из ваших возможностей и так далее. И поэтому необходимо будет опорным школам представить как раз программу с учетом, конечно же, анализа основных результатов, которые были получены за предыдущий период и, соответственно, обоснование актуальности направлений деятельности на будущий, так скажем, да, период. Галина Владимировна обратила ваше внимание на то, что это, конечно же, процессы, связанные с обновлением федеральных государственных образовательных стандартов, с формированием функциональной грамотности и не только, да. И поэтому вот эти все аспекты, конечно же, мы хотели бы, чтобы вы отразили или как бы каким-то определенным образом, да, нашли свое отражение в ваших программах деятельности. Мы также хотим обратить ваше внимание на необходимость изменения масштабности проектов. Реализуя самые разнообразные проекты в Республике Коми, мы понимаем, что действительно и опорные школы, и, например, региональные инновационные площадки у нас выступают флагманами развития образования, хедлайнерами очень многих процессов. Но сравнивая, допустим, по самым разным показателям деятельности муниципалитетов, муниципальных, извините, общеобразовательных организаций, мы понимаем, что у нас сохраняется определенное неравенство. И очень ярко это проявляется, например, когда мы изучаем специфику общеобразовательных организаций, например, проекта «Эффективная школа» или 500+. И, соответственно, нам очень важно, чтобы наши флагманы, наши опорные школы как раз способствовали минимизации этого неравенства. По сути, конечно же, развитие горизонтальных связей, которые могут быть уже не только внутри муниципальными, но и межмуниципальными, республиканскими. И мы неоднократно это подчеркивали для опорных школ и так далее. И думаю, что этот момент будет отражен в содержании данного приказа. То есть фактически это будет предполагать развитие сети, да, образовательных учреждений, которые включаются в реализацию программы, проекта и так далее. И это не обязательно только учреждения вашего муниципалитета. Кроме того, это, конечно же, развитие тех технологий, мы говорим и о цифровых, и об образовательных и так далее, да, и в контексте, конечно же, может быть изучение очень многих процессов, потому что мы понимаем, что диагностические срезы, которые вы проводите в контексте, может быть, муниципальных каких-то, может быть, механизмов оценки и так далее, в рамках мониторинговых и прочее, они тоже, наверное, требуют какого-то представления, обобщения и вообще диссеминации. Конечно же, институт ко всем этим процессам открыт, и Галина Владимировна подчеркнула, что научно-методическое организационное сопровождение деятельности опорных школ будет, конечно же, осуществляться институтом, и поэтому мы вас призываем к активным контактам вместе с нами. Ну и третья особенность – это то, что сохраняется, как я уже подчеркнул, организационно, научно-методическая и, насколько нам известно, финансовая поддержка опорных школ. Я думаю, что тот приказ, который выйдет за подписью министра Натальи Владимировны Якимовой, даст четкие разъяснения, но пока мы можем предварительно говорить только вот об этих направлениях. Я хочу обратить внимание еще на один организационный момент. Планируется, по крайней мере, в приказе, что новые программы деятельности опорных школ на 3 года, да, должны будут представлены в наш институт в конце января 2022 года. Поэтому, по сути, подход к подготовке данных документов не изменится. И, по сути, когда вы описываете актуальность, конечно же, вы учитываете те основные результаты, которые получили за эти 3 года.
и описываете, возможно, те противоречия или те актуальные направления вашей работы, вашей деятельности в рамках данного статуса, да, и, соответственно, описываете, какие механизмы и так далее, какие условия вам для этого необходимы. Вот на что мне хотелось бы обратить ваше внимание. И еще один момент. Согласно приказу 2018 года, по окончанию реализации проекта каждая опорная школа должна будет также в институт представить итоговый отчет. Вот эти моменты нам кажется очень важно обсудить сейчас и вот эти установки, так скажем, донести до вас, поскольку они будут обозначены в приказе министерства. Ну, я передаю слово Галине Владимировне. Я думаю, что она сейчас в данном случае еще конкретизирует некоторые вещи и подведет итог нашей встречи. Спасибо, Александр Викторович. Уважаемые коллеги, действительно, решение принято. Очень важно, что поддержка проекта, она уже подтверждена. Поддержка научно-методической стороны Института развития образования, финансовая и организационная стороны Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми. У нас проходило несколько совещаний на уровне министра, и мы действительно ходатайствовали со стороны института, это было очень важное решение, о том, что проект необходимо продолжить. И если в предыдущие 3 года мы определяли, что мы отработали управленческие механизмы формирования именно командной работы с точки зрения именно формирования сети образовательных организаций, то сегодня задача несколько усложняется. Сегодня мы говорим о сети методического сопровождения общеобразовательных организаций. Действительно, мы понимаем, что уровень ваших организаций – это уровень профессиональных ресурсных центров. Мы на уровне нашего института для себя уже осознали, что действительно опорные школы – это наши методические площадки, через которые мы действительно сегодня транслируем не только инновации, но и транслируем те задачи, которые в рамках государственной политики сегодня формируют единое профессиональное пространство. Поэтому, уважаемые коллеги, мы обязательно проведем вместе с вами методическую информационную сессию, где уточним еще те задачи, которые будут стоять перед опорными школами. Сегодня формируется новая методическая система сопровождения педагогов на уровне Министерства просвещения Российской Федерации. Через Институт развития образования будет с переданными определенными полномочиями передаваться в том числе и сопровождение методических служб и методическое сопровождение педагогов как раз через базовые опорные школы. И мы понимаем, что именно наши опорные школы станут вот такими базовыми организациями именно в контексте этих задач. Площадка стажировочная в обязательном, я думаю, что порядке мы будем с вами рассматривать для педагогов вашего муниципального образования, либо кластеров профессиональных, территориальных. Мы будем говорить о создании именно пространства формирования даже новых компетенций у педагогов в контексте именно проекта нового положения о должностях педагог-методист, педагог-наставник. И в данном случае именно в этой апробации этих должностей мы будем рассчитывать именно наши опорные школы. Потому что ваши педагоги, они уже в определенной степени осуществляют свои функции намного шире тех должностных обязанностей, которые у них есть. Поэтому вот именно педагог-методист, педагог-наставник мы будем отрабатывать именно вместе с вами. Но третья позиция, о которой мы уже сегодня заявляем в течение всего нашего профессионального диалога, это содержание образования, повышение качества образования. Да, действительно, вы показали те механизмы, которые позволили не только улучшить, а действительно по-новому выйти на решение задач по повышению качества образования, в том числе и функциональной грамотности. Но перед нами стоят более глобальные задачи. Это введение обновленного федерального государственного образовательного стандарта.
И сегодня мы понимаем, что экспертная деятельность, которая, к сожалению, завершается уже в апреле 2022 года, она проходит без участия опорных школ. 23 педагога Республики Коми принимают участие в апробации рабочих программ по каждому предмету. Мы обратили внимание, это к большому сожалению, это наше упущение, представители опорных школ не участвуют в этой апробации. Нам поставлена задача, и это очень важно, через опорные школы представлять не только идеологию новых ГОС, но именно через опорные школы сопровождать введение в ГОС для всех образовательных организаций. Поэтому, коллеги, вот такие еще дополнения по задачам, то есть площадки стажировочные для профессионального развития педагогов, это апробация введения новых должностей, педагог-методист, педагог-наставник, и, конечно, обновленные в ГОСы – это задачи, которые мы будем вместе с вами решать именно через проект «Опорная школа». Поэтому, коллеги, предстоят действительно очень интересные у нас совместные профессиональные события. За нами сейчас работа по нормативно-правовому сопровождению именно этой деятельности. Ну и, как сказал Александр Викторович, сейчас задача краткосрочная. Мы ждем от вас отчетов, официальных отчетов о вашей работе. А если говорить, конечно, о завершении проекта, мы понимаем, что результаты сегодня, они действительно демонстрируют нашу единую управленческую позицию. Мы понимаем, что мы создали сеть опорных школ Республики Коми. И сегодня каждая школа демонстрирует свои результаты, понимая, что вы являетесь флагманами системы образования нашей республики. Мы благодарим вас именно за такие результаты. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, наша повестка, получается, и программа конференции реализована. Я благодарю за ваше внимание к содержанию наших вопросов. Поэтому всем тем участникам, которые к нам присоединились на этой конференции, я думаю, что опыт опорных школ был интересен. И я думаю, что те материалы, о которых говорили наши выступающие, во-первых, будут доступны сейчас в рамках презентации уже после нашей конференции. И, конечно же, следите за всеми новостями, которые размещаются на официальных страницах наших опорных школ. Мы благодарим вас за работу на конференции. Всего доброго, до новых встреч. Всего доброго, до свидания.